крымско-татарская свадьба сегодня. Лепка появилась, значит, у крымских татар в период ссылки. Люди не разбираются, как вы играете. Свадьбу как-то перенасытили событиями. Музыкальные коллективы умирают, и они не выдерживают конкуренцию с диджеями. Мы хотим вот их, но они дорого. Я, значит, вам деньги плачу, а вы мою мелодию неправильно играете? Мне не играет роль 100 рублей, 500 рублей дадут мне. Люди не хотят нанимать музыкальный коллектив. Это клоунада, вот это выходить, играть. Передвинуться с одного места на другое без мелодии изначально было нельзя. Если он ничего не делает, Да. состав, то он и погибнет. Но ногайские свадьбы — это для меня идиллия. Кофе, который подают на свадьбе, это просто ужас какой-то. Они почему-то за нас решили, надо оно нам или не надо. Говорит, да это джаз, какой хор. Я понимаю, что он хочет сказать. Потребитель перестал быть контролирующим органом. Из поколения в поколение его не существует. Мы бы сегодня не торт выносили, а кофе под хавиаваса. А с какой стороны правильно пить, отсюда или отсюда? Как хочешь. Ну, вообще, я думаю, что вот если нос длинный, то нужно пить отсюда. Ну, скутлер бугун йохма. Ускутлер, вот у меня жена ускутлер. Но у вас нос не длинный. Это вы Катаршах. Это шахский, да. Но в основном сегодня у нас Абляс будет говорить, потому что он у нас самый в теме. правильно. Почему? Нет, ты тоже говори. Может, у тебя идеи. Очень правильно. Не, Рифату сейчас мы тему подкинем, и 30 минут можно будет перекурить. А, серьезно? Потом на Рифата наедут все, кто только может. Да. А какие у нас общие есть идеи? Ну, темы вообще? Ну, вообще, общая тема – это свадьба. Да. Ну, Рифат изучает музыкальные инструменты, у него Мгм. есть поэтому издание. Нашего то есть- народа. ну, конечно, да, Да. нашего народа. Рифат, в принципе, сам про это может рассказать. Вот. И я думаю, что мы сейчас что попробуем сделать? Вот у нас есть формат свадеб, который сейчас происходит, Да. да? Ты как бы знаешь, как он Мгм. проходит. Я тоже немножко знаю, и мы будем сейчас говорить о том, что можно что-то новое, старое вернуть, Да. новое убрать, ну вот так вот, короче, будем Мгм. разговаривать, да? Поэтому, ну, вы сильно не переживайте. А ты углублялся именно в историю свадебной индустрии? Свадебные традиции, музыкальные, Традиции. Ух ты, танцевальные. круто. Танцевально, вот эти Так вот с хораны, него надо и начать. хораны, все. Нет, О. мы, знаешь, что... да. Параллелить будем? Да. То есть, ну, почему? Потому что Рифат в теории знает, как было, да, а ты на практике знаешь, как есть. Ага. И это обычно две большие разницы, скажем так. Салям алейкум. Алейкум салям. Абляс, Рифат, Салам, что пришли. Сегодня у нас интересная тема – крымско-татарская свадьба. И на самом деле я очень давно об этом хочу поговорить, потому что я тоже как бы был на свадьбах, что называется, да, немножко знаю, как они проходят. И есть определенные предложения, претензии, может быть, предложения и вообще какое-то видение. Я думаю, что сегодня мы рассмотрим варианты о том, какая у нас свадьба есть, как она сейчас у нас проходит, да, какой у нас вообще вид этих свадеб, и вообще мы к чему вообще двигаемся. Потому что буквально одну ремарку скажу, что буквально недавно в Инстаграме какой-то ролик завирусился «Крымско-татарская свадьба». Там все танцуют, все счастливы, много просмотров, и подпись «Крымско-татарская свадьба». И, значит, один комментарий типа «Вот какая красивая азербайджанская свадьба». Оказалось, что музыка азербайджанская, и наши крымские татары начинают топить. Нет, это крымско-татарская свадьба. То есть, понимаешь, да? Я знаю, о каком видео идет речь. Да. То есть, и вот тут получился такой немножко неудобный момент, да? То есть, Просто. человек, азербайджанец, 100% прав, что это их песня, но она почему-то играет на крымско-татарской свадьбе. А молодая девочка доказывает, что А это она наш. прям доказывает, типа, да нет, это крымско-татарская свадьба. Ну, вообще, там по картинке видно, что это наша свадьба, но момент, музыка-то такая. Вот поэтому, Абляс, ты у нас ведущий свадеб. Я, в принципе, думаю, не ошибусь, если скажу, что ты номер один или один из первых. Сам, Давай один из первых. Давай, один, да, не будем, как бы, да, там еще Иса есть, еще там много кто есть. Скажем так, один из известных крымско-татарских ведущих. И я думаю, что сегодня ты, наверное, как никто другой, знаешь положение вообще свадьбы. То есть в каком она виде сейчас пребывает. И вот первое, что хотел бы тебя спросить, вот за время, как ты работаешь, вот сколько ты работаешь, это, наверное, лет 10-15, наверное, 15. да, уже? 15 лет. Вот крымско-татарская свадьба, она вообще как-то изменилась, преобразовалась? Какая она сейчас, вот как она сейчас выглядит? То есть за 15 лет, конечно, свадьба изменилась, структура, тематика,
В целом даже сама программа, потому что работают над программой, кому это интересно. Речь идет о наших музыкантах, о певцах, солистах, о программе в целом развлекательной. То есть, если брать 15 лет назад свадьбы, которые я начинал работать, они немножко по структуре были другие, потому что в то время были они более классические, да, и даже не везде были ведущие на то время. Вот, было по пальцам посчитать, сколько ведущих, и они работали в своем жанре. То есть, для людей было нормально сделать паузу, чтобы вилками тарахтели. Это было нормально. Нормально было по ходу действия спросить, а кому наджахшимда? Фикретнин, алиме. Ну, то есть в этой эти паузы, я даже помню их, да. Все-таки моя школа, учитывая, что я закончил специальность режиссуры эстрады и поработал в таких больших мероприятиях, которые делали в Крыму и за пределами, для меня должно было быть все четко. Я не буду говорить, что это я, но структуру свадьбы я немного поломал, да. Все же это я, да? С хорошей стороны. Для меня это было очень важно, что все было четко, по программе была программа, то есть программы раньше не было, да. У нас шоу-программа была для нашего народа, если брать даже вот по родителям, как вот чем развлекались на свадьбе. Танцевали. Просто было не 3 лепки, к которым мы привыкли, а было их там 10. Те потанцевали родственники, и так свадьба проходила. На данный момент есть уже какой-то коллаж определенный, за годы, кстати, немалые годы, которые мы уже наработали, от которого отталкиваются сейчас, возможно, молодые ведущие, организаторы пытаются что-то еще сделать новее, что-то вот добавить, но чтобы это добавить, нужно время. Так, ну вот ты про шоу правильно что сказал, что именно это как бы элемент шоу ты добавил, да? Рифат, вот такой вопрос к тебе. Ну, вообще цель свадьбы, она вообще была какая? Вот раньше, не знаю, вот когда крымские татары создавали брак. Если сегодня свадьба у нас действительно превращается в шоу, и я знаю, что богатые, состоятельные люди вообще делают это концерт какой-то там со звездами, с фаер-шоу, там кого только нету. То есть это, по сути, такой выездной концерт. Ну, я не знаю, я надеюсь, никто тебя не узнал в этом деле. Цель какая была вообще изначально, Рифат? Какое у тебя мнение на этот счет? Ну, давайте так. В традиционном обществе изначально вообще свадьба – это центральное событие в жизни любого человека. То есть любая жизнь, она делится на 2 этапа. До свадьбы и после свадьбы. Фактически вот все, каноны одежды, какие-то каноны быта, все делится на 2 больших раздела. Как ты ведешь себя до свадьбы, как ты ведешь себя после свадьбы. Даже критерии там к замужней женщине и незамужней женщине они абсолютно разные. Той изначально, да, той это от слова тоймак вообще, ну как бы это основная функция какая? Собрать людей, порадоваться за молодых, создать новую семью, закрепить это определенными обрядами, как религиозными, так и социальными. И после этого, то есть вот эта новая ячейка общества, она считается узаконенной, да, и продолжает свой путь, уже будучи в семейной жизни. Естественно, концертная программа из свадьбы никогда в традиционном обществе не была. То есть это совершенно, естественное явление для каждого человека, оно было регламентировано, оно было традиционно выработано, выточено, да, и по этому пути веками развивалось. Ну, к чему мы, естественно, пришли в постиндустриальную эпоху, мы в свадьбу принесли все, что только могли, пока еще только, я не знаю, наверное, фигурное катание и что-то такого рода не пришло на свадьбу. Ну, ты хочешь сказать, что раньше на свадьбах никакого шоу не было? Люди просто кушали и все? Ну, свадьба, в принципе, в традиционном представлении это не один вечер. Это поэтапные, то есть это неделя где-то примерно, в течение которой происходит ряд всяких обрядов, которые должны друг за другом идти и соблюдаться. То есть к свадьбе подготовка шла серьезная, и свадьба, это не вот этот, собственно, процесс, который мы сегодня называем вечер, свадьбой, да? Это как бы только вот финал всего.
того, что до этого происходило. То есть свадьба – это многоэтапный процесс, но мы на сегодняшний день буквально какие-то осколки этого процесса продолжаем соблюдать. Там, ну, чагырту после свадьбы, до свадьбы это агыр-нишан, енгель-нишан, и то уже перестали, Сейчас по-моему, только нишан перестали разделять агыр, енгель-нишан, никто там не оставляет какие-то символы, да, своих серьезностей намерений, там, то, что называется ешель-япрак на южном берегу, то, что когда-то оставлялось после енгель-нишана. Ну, вот эти вот вещи, они как-то стерлись, потому что мы в других социально-бытовых условиях сейчас живем. И вот, собственно, маленький кусочек свадебного обряда, который вот в финале бывает, когда мужчины и женщины уже просто веселятся, поют песни, там что-то готовится вкусное на всех. Вот этот маленький кусочек остался, и вот мы его сегодня называем свадьбой. Уже Свадебный вечер. Свадебный вечер – это уже имя нарицательное, это свадьба. Вот, Да. вот оно вот так выглядит. Слушай, ну как будто бы понятно, почему там, допустим, агыр-нишан, там, да, там. Ну, экономия Да, времени. то есть это же просто Всё деньги, правильно. потому Да. что сейчас свадьбу сделать это немало денег стоит, да, и раньше тоже, кстати, немало денег стоило, всегда это стоило дорого. Естественно. Вот, но давай вот именно сейчас про вечер поговорим, потому что мы сейчас начали именно за вечер, потому что у нас как будто бы из-за того, что отпали все остальные сателлиты вот свадебные, да, то есть мы решили, что именно в свадебный вечер нужно дать максимум, Да, да, ну, вот центральная. кого не видели, кто не знал, Да, вот да. узнайте. Да. Вот, ну и может быть это как бы реально, ну как бы органичное вообще изменение свадьбы, Абляс, как ты думаешь? В плане... Ну, в плане того, что ну, сейчас нет возможности всем собираться, никто не живет в одном ауле, там, Ну, да. правильно. Раньше все одни, там, Ускут тот же, там, ну, я извиняюсь за пример, да, то есть они вот жили как бы все вот у себя, как дома, да, то есть ты свадьбу делаешь, у тебя все село в доме сидит. Ну, А сейчас свадьба... 21 век, современные обряды какие-то, да, которые... Старые обряды, они ушли. Опять же, вот за... Агыр-нишан, енгель-нишан, хна-геджи, траш-геджи. Это сейчас можно увидеть только там в Евпатории, Тайфаларсда, да? И то, да. И то уже тоже редкость. Потому что, как вы говорите, затратно и в целом акцент на свадьбы. Не, нишан, тоже агыр-нишан же делают. Ну, агыр-нишан в плане... Ну, бывает. подарками, бухчами. Ну, нишан вроде делает. Нишан. Ну, он просто объединен в Он один. просто Дома. стал агыр-нишан. Просто. Дома и в ресторане. Дома. Да. Его еще как объединяют, да. Делают. А так в основном весь посыл на свадебный вечер. Ну, это как будто бы такая, да, ну, просто люди как-то рационально, наверное, да, пытаются это сделать. Или... Ну, просто, ну, Облегчают себя. облегчается весь процесс. Вот он сводится там к никяху и, собственно, к свадьбе. Ну, вот, Ну вот примерно. смотри, Абляс, давай вот так возьмем. Вот сегодня, чтобы состоялся свадебный вечер, да, потому что я тоже уже давно не был на свадьбе, я, возможно, уже что-то и не знаю. Чтобы сегодня состоялся свадебный вечер. Обычно тебе молодожены, да, то есть звонят и спрашивают дату. И вот как этот процесс сейчас происходит? Максимально упростил для себя, да и в целом для заказчика. То есть, да и заказчик особо не такой, как раньше. Сейчас время такое, вот, телефоны, мне пишут, спрашивают Видеосвязь. дату, если хотят подстроиться под меня. Даже без видеосвязи, это крайне редко. Ну, у тебя уже, ты много Да, работаешь, тебя знают. может быть, да, еще уверены во мне, в этом, наверное, еще есть преимущество. Дата свободна, записывайте. Когда увидимся, когда вам удобно. Вот на следующий год, допустим, апрель взять, там, не знаю, август взять. После Нового года можем встретиться, или же можем обсудить все в онлайн-режиме. Отправляю анкету, заполняется анкета, Ну, имена, ничего себе. фамилия. Мгм. Да, кто молодые, кто родители, общая, не общая свадьба, все подробности, кто будет из артистов, мне вот так все расписывают, и я прихожу на свадьбу. Это, допустим, моя тема. Такой, как Иса, он любит встречаться. Но опять же, встречаемся, обговариваем то же самое, то, что я задам в онлайн-режиме. И раньше я думал, что было неплохо бы узнать заранее людей, но я уже настолько знаю хорошо свой народ, что мне прийти вот так вот, увидеть человека Ты в уже первый все раз, понял в этой пару жизни. слов, да, обменялись, я уже понимаю, кто, что, как, и очень легко для меня это дается. Поэтому все в онлайн-режиме. Если нужна помощь, а помощь бывает в основном в артистах, подсказать номер, кого как найти, кто танцует, кто поет, может быть там в операторах, фотограф, но в основном
так как сегодня у нас время интернета, люди уже заряжены, даже ко мне звонят. Ну, я имею в виду заряжены чем? Все знают. Мы знаем, где будет ресторан какой, мы знаем, кто будет у нас снимать, у нас будет вот этот. А Блязага просто проведите нам вечер. Все. Подожди, получается, что у тебя, раньше же по-другому было? Раньше даже я хотел себе снять офис, чтобы ко мне человек пришел, и я вот так под ключ, было модное слово, свадьба под ключ, помочь организовать. На сегодняшний день все знают, где есть Асия Саля. Все знают, где есть Абляс, Сиджалил, Иса, где есть Хаят, Гунеш, как на них выйти. То есть проблем нету, потому что мы в такое время живем, то что есть доступ к каждому. Это крайне редко, чтобы не могли найти там танцоров из Атыши или из Джемиля. Есть доступ. И поэтому люди, все, что им нравится, они же один раз в жизни делают свадьбу. Они, глядя это все в Инстаграме, в интернете, видят, делают себе, возможно, какие-то пометочки и к свадьбе своей сами подготавливаются. Моя задача все это уже вечером скомпоновать, красиво выпустить. Все. На этом то есть твой момент, вот этот элемент влияния, он получается... Нет, есть люди, которые интересуются. У нас, допустим, есть музыканты. Мы хотим вот этих, допустим, или, возможно, диджеи, или, может быть, вы сами отработаете. И я говорю, где, как лучше. То есть... поначалу ты говоришь, что лучше, в принципе, диджей – это хороший. Нет, смотря какие музыканты. То есть, есть музыканты, с которыми мы сработаны, и в которых я уверен, которые будут за спиной стоять, не будут где-то там бегать, к примеру, а помогут в моих действиях. То же самое мы в тандеме, и я для них хорошо, и они для меня хорошо. А диджей то же самое, есть диджеи разные, есть с кем я хорошо сработан, а есть диджей, который там, может быть, раз в году там 5 свадеб отработал, и он не в теме, да, у него нету базы, нету того, что слушают, молодежь и взрослые. Это тоже немаловажно. Поэтому я не говорю плохого ни за музыкантов, ни за диджеев. Я даю им право выбора и говорю, с кем комфортно и кто сегодня на пике работы. То есть, если вы закажете ансамбль Копчек, который у вас там, вот у нас есть МДшка, он в Узбекистане работает. Все, какой Узбекистан? Если человек в этой сфере, вот ты, допустим, да, ты все в своей шкуре, да, как говорится, то же самое я. А если человек трубу брал 10 лет назад, там, какая будет свадьба? Ну вот у нас МДшка музыкант. Не пойдет. Я могу обрезать. Будет. Если я знаю, кто музыканты, и то, что, возможно, там какой-нибудь Рифат Ага собрал состав, а с ним вместе там именитые хорошие музыканты, проблем нету. Но в основном все равно подсказывают, то, что вот с этими музыкантами, да, потому что эти музыканты на плаву, эти музыканты работают каждый день, они знают концепцию свадьбы, как работает свадьба. Все, здесь все очень просто. Это знаешь, как я раньше, когда я работал на свадьбах, я прям по музыке узнавал, когда с Керчи приезжали музыканты, они всегда на пару лет отставали, у них прям репертуар был, знаешь, шоколадку я уже забыл, тут раз шоколадка, думаю, да, так, понятно, салам алейкум. Да, бывает и такое. Да, это раньше было. Так получается, смотри, у нас есть хорошие музыканты. Получается, нет, разговора нет. Получается, что такой интересный момент. Вот про деньги у тебя какой момент спрашивают? Вообще деньги это решающая роль вообще в выборе состава на свадьбу? Скажу, денежный вопрос, это, наверное, процентов из 100, там, 30%. То есть тебя просто хотят уже как ведущий? Первый вопрос, там, допустим, у 30%, селям алейкум, а сколько вы берете? Это уже крайне редко я вижу. То есть Аллаха шкур сейчас уверенно ко мне пишут, да и в целом это ведущие держим одну марку. Тут музыканты могут, у них отличия быть, кто-то за 30 работает, кто-то за 80, к примеру. Или фотографы, видеографы. А у нас все равно, опять же, надо понимать, есть видеографы, которые приблизительно одинаковые, да, в работе. То же самое музыканты. Там стоит, допустим, Хаят 80, Гунеш 70, Халабалых Мейдан там 65. Я не то, что там цены говорю. Я что-то думаю, ты сейчас не в нютрянку? Да, это любой же может узнать. Ну, допустим, у кого-то есть свои ценники. То есть вы так и рассматриваете. Люди поставили себе цену, значит, они считают, что они столько стоят, да? От этого и отталкиваются, допустим. Чем дешевле, тем проще. Машину же мы берем за $1000, там, не знаю, это я старые цены сказал, что за $1000 ничего не возьмем. Но за $1 миллион мы возьмем или за 3 миллиона возьмем. Разные же машины будут. Да. Так же самое и у нас. Но у нас ведущие все практически одинаковые, кто вот работает по ценовой политике. Поэтому цену меня спрашивают, к чему мы возвращаемся, крайне редко. И это хорошо. Люди целенаправленные. Ну, смотри, если у тебя, скажем так, цену спрашивают крайне редко, я думаю, что проблема есть у музыкантов с этим вопросом.
Потому что я вот в последнее время часто слышу такую риторику, что музыкальные коллективы, они умирают, и они не выдерживают конкуренцию с диджеями, условно говоря. И вот мы приходим к такой, знаешь, фундаментальной проблеме. Вообще, крымско-татарская свадьба – это вообще что? Это шоу, это музыка, это то, как невеста держит торт, я не знаю, там. Что это такое? Вообще, к тортам у меня отдельная претензия, у меня вообще горит зад давно на эту тему, но, может быть, я один такой, не знаю. Вообще, вот крымско-татарская свадьба сегодня, она вообще чем отличается от других свадеб? Есть что-то, что нас выделяет? Вот давай по музыкантам, скажем, спросим, да, вот Рифат. Раньше, получается, музыканты это была тоже важная история, да, то есть музыкантов нанимали, забивали очень задолго, естественно. Все это подготавливалось. Оно и называлось «Чалга тутмак», то есть это не просто там, это надо было добиться еще того, чтобы... Вот. И причем у нас скоро выйдет выпуск с Ибраимом Айпекчиевым, где он дал расклады по кизлевским и по бахчисарайским музыкантам. Да, это была битва нормальная коллективов. Вот. Но, скажем так, то есть дело серьезное было. Очень. Да? Какой вес музыканты имели на свадьбах раньше? И вообще как к ним относились? Что это были за люди? Во-первых, позволить себе музыкантов это надо было постараться еще, потому что сельские жители, у которых, например, у нас Крым в основном сельский, да, был изначально, у которых ближайший город находится далеко, это надо было подгадать, чтобы люди приехали. Это не как сейчас. Это был у них определенный сезон выездной, когда они выезжали и обеспечивали села музыкой, и на это надо было потратиться, естественно. Например, были музыканты, естественно, была градация по именитости. На весь Бахчисарай, конечно, ансамбль Ашируста в свое время это был звезда, просто звезда. Это как турки Таркана суперстар называют, так вот был у нас Ашируста. Это какое время? И это до революции, потому что после революции со свадьбами все стало очень печально. Да, первое, во что внедрилась так советская, даже не знаю, как это сказать, пропаганда, советский быт. Это свадьба. Фактически там 10 лет после революции крымско-татарские свадьбы тут же превратились там в такие стол, партия, что-то сказал глава сельсовета, посидели, разошлись. Все. Это просто мы знаем достоверно, потому что в 28 году сюда приезжали немцы изучать готов и параллельно так, естественно, крымских татар. Вот здесь вот в Бьюк-Яшлаве, в Репино, одна из участниц этой экспедиции, Ната Финдайзен, вот ее как раз муж занимался готами, она так получилось, хотела посмотреть крымско-татарскую свадьбу. В общем, то, что она написала в своей заметке, она написала то, что крымско-татарская свадьба, фактически уничтожена, потому что там играли казачки-польки, свадьба была, естественно, перемешанная уже, там мужчины и женщины не были разделены, и самый яркий эпизод, который вот наглядный, да, это то, что, все были одеты современно, через букву А именно, в беретах, в коротких платьях, в юбках, там слово «юбка» в крымско-татарском языке так и нету, вот так как она была юбка, так она и пришла в крымско-татарский язык слово «юбка». Да. Юбка, да. И на свадьбу пришла пожилая женщина в традиционной одежде, с покрытой головой, с хушаком, с ипшли-хушаком, и вот этот весь молодняк, он начал над ней смеяться. И вот это вот, да, вот это вот прогрессивный, который культуран куйругундан аңлаган, как и Шериф Шемизаде писал, вот примерно вот так оно и получилось, да. Поэтому, если мы говорим о нормальной эпохе, до того, как вот оттуда стали диктовать условия, как надо жениться, влюбляться и умирать, а вот именно традиционное общество, когда было, в принципе, вот класс музыкантов, он тоже, естественно, различался. И, например, сейчас даже трудно себе представить, но учитывая вот наработанный опыт опроса крымбалларын, да, я прихожу к выводу, что один оркестр, видимо, там немножко менялся состав, мог обеспечивать регион от Кутлака до Ички Бешходжа. То есть, получается, был такой феодосийский музыкант Коки, и по его имени ансамбль весь стал называться Кокилер.
И вот начинаешь спрашивать, и говорят, что кокилер той чалды, а это, извините, расстояние вот такенные. Ну, судя по тому, что рассказали вот в проекте Ян Селар несколько бахчисарайских старожилов, салчикские музыканты, у них был определенный сезон, они уезжали и вообще не возвращались домой. То есть они уезжали на гастроли, вот, и в это время все вот эти сельские жители должны были максимально успеть уложиться, то есть пока они гастролируют, надо было всем срочно все свадебные мероприятия организовать, закончить. Вообще... была такая тонкая, ну тогда все было такое тонкое, изящное. То есть музыканты бахчисарайские, у них был список. То есть они вели какие-то учетные документы о том, кто вообще когда планирует жениться, когда вот рассчитывать на какой-то заработок, да. И они по этому списку строго вот в определенное время где-то приходили к людям и начинали договариваться о том. Сами музыканты? Да. То есть не наоборот? Даже вот здесь Бахчисарай, тут же все рядышком. Они приходили сами. Есть буквально одна заметка об этом. Как музыканты приходили в установленный срок договариваться, и, собственно, вот они примерно знали, когда у кого, когда будет какая свадьба. Ну, соответственно, состав тоже там. Если село попроще, то туда модный кларник и труба, может, и не приедет. А приедет Давул Зурна, и на этом все закончится. Ну, то есть вот такой. Ну, в Бахчисарае, самом Бахчисарае здесь, ну, представить себе трудно, конечно, но 50-60 ансамблей на постоянной основе работали. То есть вот это вот весь этот регион. На выезде все. Все, ну, те, которые могли себе позволить оставаться в городе, там, экстра-класса музыканты, они оставались в городе, а все остальные выезжали в регионы, что называется, да, и там зарабатывали. Конечно, оплата, институт вот этот он весь поменялся 155 раз. Там шабаш отменили еще в Узбекистане, потом лепку стали у музыкантов постепенно срезать, да, и вот, собственно, к этому лепка тоже многим пришли. не давала. Когда лепка срезалась? Ну, вот в последнее время говорят, что стали срезать и лепку уже. Это какое время получается? Ну, вот сейчас. Сейчас. Лепку давно позже подрезают. Потому что изначально лепка, это вот, что наиграл, что заработал, вот смотри, то и получил. Нужно сделать акцент, что лепка была и до революции. То есть это не узбекская тема. Есть такой очень распространенный миф о том, что лепка появилась, значит, у крымских татар в период ссылки. Да. Это первый миф. Мне тоже интересно. А есть еще второй миф, который вообще замечательный, то есть это как еще больше поднять мнение о своем народе на высший уровень. Значит, лепка появилась, оказывается, для того, чтобы собирать деньги на национальное движение. Ну, то есть, да, то есть вот я это слышал, но это с Узбекистана я слышал, что оттуда. Это уже наоборот, то есть лепку приспособили под новые условия, стали собирать какой-то вакуф, извините, и выделять на национальное движение. На самом деле лепка, ну, достаточно древний этот обряд, просто понятно, что он ограничен периодом существования бумажных денег, но о том, что до депортации крымских татар применялась лепка, у нас есть не только свидетельства, не только воспоминания, но у нас и есть кадры немецкой кинохроники из степи крымской, где очень классные там кадры, где бабушка просто берет вот так стопку таких купюр и подходит вот так раздает танцующим. Это 43-й год. Еще в помине, ну то есть и бабушка, если ей как минимум 50 лет, то есть она не могла просто так 60, вот... наверное, 50, нет, в то время это уже было возраст такой, люди выглядели старше просто тогда. Вот если она она бы не шла бы, конечно, за трендом, вот, который только что придумали, она, значит, прекрасно знала, что так положено, вышла и раздала танцующим деньги. Прикинь, она первая начала, и вот именно первая попала на видео. На самом деле, до того, как придумали бумажные деньги, у нас есть единичные свидетельства, вот капок вот так вот клеили на лоб, вот так танцующим. И вообще засовывать деньги под шапку, это вот еще у Бонча Смоловского описано. В трубу сували? В трубу это чисто городская, это у которых денег много, там вот, значит, бахчисарайские могли себе позволить трубачу выделить определенное количество бюджета. Лепка, да.
Лепка, да. Лепка это однозначно. святое, это было. И это было... Потому что на лепку нападения были еще тогда, когда я занимался свадьбами. То есть все пытались эту лепку забрать у музыкантов, и всем просто не ималось, что музыканты всю кассу себе забрали. То есть легенды ходили, что там они машину там им налепили, они забрали. То есть, ну, это было. Конечно. И все мечтали, и даже я помню, я, правда, не помню, что у меня было на свадьбе, но я знаю, что в начале свадьбы, вот даже там с 2009-2010 годов, объявляли в начале, что деньги идут молодым. Все, сразу предупредили, чтобы лепили нормально, не боялись, что музыкантам идет. Ну, это было, то есть это я помню. Нет, вот здесь это есть свидетельство этому, то, что в советское время называлось самодурством богачей, но на самом-то деле было совершенно, ну, никого не должно волновать, как богачи тратили свои деньги. В общем, вот с трубачами был челлендж такой хороший. Они, значит, трубачу деньги клали в раструб, и вот сколько он купюр оттуда выдует, столько он и получит, то есть столько заработает. И это все, конечно, в 20-е годы страшно обругивалось в советской Причем купюры вот такие были. Да, в советской прессе страшно обругивалось, какие баснословные деньги тратят на вот такие вот все... Ну, как и сегодня. На вот такие вот все приколы, да. То есть музыканты нормально себя чувствовали. Я, кстати, хочу вот подметить, как и сегодня, да, Да, вот труба, кич. как и Да, сегодня, а в деревню ты говоришь не полный состав, а 2-3 человека. То есть в деревне меньше заработок, они себе на сегодня могут позвать только диджея. Оптимизация Или расходов. подешевле. То же самое. То есть, по сути, пока вот эти моменты, ну, слушай, если там 5-6 музыкантов, им же надо деньги дать, ну как, если нет денег? нет Бедные денег. же тоже женились, у нас же не только богатые. А женились. теперь поняли то, что слепки можно нормально, это можно и диджея позвать. Ну, никого, конечно, не виним в этой теме, да, ну, вот то, что сейчас слепку кто-то забирает, кто не забирает. Сейчас вообще забирают лепку? Как сейчас? Музыканты? Да. Крайне редко. То есть сейчас то есть это уже всё. отдед, уже все, ушел. Уже всё, Отдед закончился. Очень редко это может оставить деньги тот человек, который хотя бы немножко связан вот с этой индустрией. Понимает. Да, то есть у меня дед там играл на трубе, и вот эскейдетлермес монабулееда, и вот отдать чемодан. Ну, допустим. смотри, ты же, получается, Аякче, ты же собираешь эти деньги? Ну, так, навскид, это сильно больше гонорара музыкантов вообще обычно бывает. Вот То есть сегодня... имеет смысл это забирание денег? Сегодня кто знает, кто самый дорогой из состава, Да. вот приблизительно они не просто так ставят такую цену, потому что они приблизительно знают в среднем на свадьбе, сколько можно собрать. То есть касса средняя, я не знаю. Все Какой смысл вообще тогда в этом всем? Поэтому молодежь, которая там, или неважно, молодые, не молодые, кто подешевле делает, уже люди понимают то, что можно закрыть и музыкантов, и еще кого-то там, допустим. И фотограф. Да, как минимум. Поэтому можно вот, лучше еще Абляза позвать, допустим. И зал с еще диджеем, закрыть. да. Ну, опять же, финансово сложно провести свадьбу, да, для людей. И, возможно, все на что-то рассчитывают. Никого не хочу обидеть, это дело каждого. Я, кстати, вспомнил, у нас ансамбль был у Чансу, и они сказали, когда наш отец договаривался, он говорит, ага, дорогу заплатите, и все, мы приедем. То есть они лепку забрали себе. Они лепку забирали, значит. Пиях-часы есть еще такое понятие. Ну, возможно. Вот. Дорога, возможно. Вот это я как вспомнил. задаток, типа, Да, пиях-ча. Ну, как бы просто, чтобы они не в минус ушли, скажем так. Ну, мало ли, лепка какая может быть. Или, знаете, мы хотим вот их, но они дорого. И я говорю, ну, раз дорого, отдайте лепку. И проблем нету. Вот я, бывает, предлагаю людям... Работают музыканты? Вот тот же Хаят пойдет за лепку работать? Конечно. Серьезно? 100%. Так они же сейчас, одни из лучших. Ну, 100% пойдут. Ну, я, конечно, не знаю, как сами музыканты считают, но мне кажется, это стимул работать, если у тебя там вот это есть. Но есть такие музыканты, которые я знаю, даже, что ты понимаешь, есть стимул или нет, вот дали им ту сумму, и вот, И все. да. Допустим, есть такие музыканты, которые, пускай лепка, не лепка, они будут зажигать. Допустим, диджея позвать, он сказал свою цену, все, он работает, как он должен показать себя, проявить. Да. А есть музыканты, которые, к сожалению, сейчас редко работают, а может быть и вообще не работают, как раз такие, которые вот себя так проявляли. То есть, нету лепки, или плохая лепка, или нету заказов, к примеру.
В этом И, кстати, проблема. это прям видно было. Это Конечно, очень, видно это было. очень, неприятно. То есть, представь, Неприятно. ты ведешь свадьбу, а у тебя музыканты уже поникли. Вообще, вот за мои годы работы, независимо, что происходит в моей семье, у всех у нас есть какие-то проблемы, Да. не знаю, мы не должны показывать этого. Да, Мы приходим на мероприятие, нам доверились, и мы должны себя вести так, как надо на мероприятии Конечно, вести. это же не твой праздник. То есть, что бы ни случилось, проблема в семье, поругался ты. Были такие моменты, когда джиназе, когда уходили близкие мне люди, но у меня были свадьбы, надо, да. и надо работать. У меня, кстати, родственники, некоторые там даже не понимали, пошел на свадьбу. Ну, имени это... Работа, это работа, как и у всех остальных. Я даже помню одну свадьбу, где музыканты договорились о том, что лепку не забирают, и там танцы были Передумали. по 15 секунд. Нет, А, типа быстрее, чтобы много народу прошло. Это было очень Нет, стрёмно. вот эти вот вещи раньше бы не допустили просто. Ну, Целую песню танцевали. да, то есть, вот институт заказа мелодии, он, конечно, вообще от своего первичного оригинала отошел очень далеко. То есть изначально, во-первых, такым шел к тебе. Ну, то есть сидят мужчины, естественно, свадьбы раздельные в то время. То есть они всеми вот этими зурна, все они... все- Вот сидят мужчины, вот это судакские еще успели это увидеть, потому что до них советская власть очень тяжело добиралась, и они еще до конца 30-х как-то держались. Сидят мужчины, и вот там тот ведущий сегодня выполняет функцию картагаса. То есть изначально был распорядитель, он так назывался, который занимался ведением свадьбы. У него было два помощника, Онгби и Солби, которые вот сидели И аякчылар, изначально это были не официанты, это были тоже определенные помощники, да, то есть все эти люди, вот определенный состав, который за всем порядком на свадьбе следил и, то есть, вел. И вот картагасы говорил, вот, то есть вот сейчас, например, там вот отсюда начинается заказ мелодий. А люди как сидели? Вот за столами? всё? За столами сидели, да, мужчины, и по очереди каждый имел право заказать мелодию. После этого он ставил деньги на табак, либо на даре, и после этого ему должны были, вот мы сегодня вообще не заказываем песни, а вообще изначально как бы песня протяжная или просто какая-то, подвижная Не, песня. заказ после свадьбы уже. После свадьбы это все ушло в другой совершенно план. Вот эти все вещи на сегодня со свадьбой не ассоциируются. То есть вот это именно посиделка какая-то, да? Он заказывает мелодию. Мелодию должны отыграть от начала и до конца. И плюс у старых музыкантов, то есть это мне еще Дилявер Бекиров рассказывал, он сказал, что раньше нельзя так, ты сыграл протяжную мелодию, а после нее не сыграл быструю. Баглама. Это баглама. Это как будто ты плюнул просто на человека и решил, он и без Ну, багламы то есть танцевальный обойдется. должен был, да, какой-то Вот это фрагмент быстрая, быть? ритмичная какая-то... сейчас еще может Харбаба такой появиться на свадьбе, который за это еще шамар Да, получишь. вот багламасы Багламасы. олмах керек. И причем баглама это тоже как бы воспитывает в музыканте какое-то понимание. Баглама, она должна либо мелодически подходить под то, что было именно заказано, либо по смыслу должно подходить. То есть вот это вот, то есть ты заказал, и 5-6 минут идет твой заказ. И мало того, вот про контроль, если говорить, мне повезло, я вот успел такие вещи записать в Кутлаке как раз. Это было в середине 30-х годов. То есть на свадьбе сидел контролер. Он вообще никакого отношения не имел ни к семье. Он просто вот контролировал процесс. И вот идет свадьба. Этого человека звали Абляки Мага, у него, оказывается, и родственники есть сейчас, и потомки. Один человек на весь Крым? Один человек, Или нет, на один Кутлак? человек на село. Просто в других селах Кутлаки. пока мы не знаем. Там свои были, конечно. Он, значит, сидит всегда возле музыкантов. Мгм. Музыканты что-то играют. И вот Сейдальдеде, вот он, Алла Саулун Берсин, он Сав, он рассказывал мне, что вот он, значит, сидит, и тут в определенный момент берет и останавливает музыку, и смотрит на гостей, а гости все сидят, то есть смотрит на гостей и говорит, Букиминаваса, это чье? Кто заказал, Кто да? это заказал? Я, говорит, заказал один там. Он говорит, скажи музыкантам, они неправильно сыграли, пусть поправят. А брата Заново, говорит, да? яңлыш чалды, doğru çalsın. Тот, значит, вскипел. Из-за характера, извините, как раз.
судакский такой взрывной, тот вскипел. И, значит, он берет, подходит к музыкантам и говорит: я, значит, вам деньги плачу, а вы мою мелодию неправильно играете. Достал из-за пояса нож и даул вот так насквозь проткнул. То есть и такое было. Это какое время? Это середина 30-х годов. То есть Сейдаль Деде тогда, ребенок, 6-7 лет ему было тогда. И вот его музыканты страшно боялись. То есть они приезжали, когда в Кутлак, они сразу спрашивали: а блякимага бар мёх? Но есть мнение, что запасного даула не было у них. Человек, получается... Человек просто... информации, То да? есть жители села знали, что он человек знающий, и что вот, например, в их селе вот так положено играть. Вот эта мелодия вот так должна играться. И ему всецело доверяли. То есть он мог остановить музыкантов, у него было такое право, и сказать: вот это сыграйте правильно. У нас так не принято. И то есть, человек там на эмоциях еще и взял, да, испортил инструмент. Видимо, после этого свадьба закончилась, я так подозреваю. Или неполноценная была. То есть тогда музыкантов ценили, знали им цену, знали, насколько тяжело иногда бывает там нормально, то есть достойно провести свадьбу вместе с музыкой, но тем не менее контроль со стороны нанимающих, он был всегда. То есть люди владели темой. Вот основное отличие нас от них то, что мы темой зачастую не владеем. Нам что играют, мы то и потребляем. Да. Смотри, Абляс, получается, что основная проблема с музыкантами сейчас же, она в цену же упирается, да? Я вот везде это слышу, что вот не хватает денег на коллектив, нанимают там диджея. Вот почему вообще проблема диджеев сегодня, она актуальная? Из-за денег же вопрос или нет? У нас есть Умумей Оюн, да? Общие танцы. Есть. И хотят веселья на Качать. общих танцев. Я не говорю опять за всех музыкантов, но есть музыканты, что касаемо лепки игры, они играют все, что знают. А когда доходит дело до более молодежного формата, они просто могут не владеть информацией, не хотеть там качать или что-то ставить. Неинтересно им. Высокомерие есть в этом? Нет, танцевальный блок просто неинтересен. Я даже сегодня говорю нашим музыкантам молодым, которые пользуются спросом, я говорю: вы видите то, что есть диджеи, есть музыканты, вы видите, как диджеи работают, научитесь. То есть приблизительно просто не ставить полноценный на общем танце, который там 30 минут общий танец, и надо максимально прокачать людей, а тут ставить трек, который идет там 3 минуты или 4 минуты от начала до конца. Неинтересно же. Сейчас идет же мода какая? Раз, свел. Да. Я не говорю это сводить именно по квадратам, профессионально. Просто возьмите вот эту примочку и целенаправленно назначить человека в вашем составе, который будет это делать красиво. Не просто поставить плейлист на 6 песен за полчаса, и курить. Где можно за 6 песен можно сделать 15 песен, да, и дать и взрослым потанцевать под их там Самарканда, Юлдус Усмановой, и молодежи под их там Айдахар и так далее. Так вот у нас сейчас, да, у нас и молодежная, и восточная, и узбекская, и татарская. Я вообще, когда работаю, стараюсь начинать, понятно, с крымско-татарских композиций, современных, актуальных, это популярных. твоя инициатива? Моя инициатива. То есть начинаю. Опять же, что делаю, не в обиду, качаю немножко старшее поколение. Они надолго их не хватит. Это 10 минут, вот. И они все уходят дышать воздухом, тизешки дальше разговаривать. Потом идет формат немножко узбекский, потому что это все равно нам близко. И все мы слушаем там Юлдус Усмановой. У них есть трендовые песни, да, которые актуальны. Все. Есть песни восточные, которые актуальны как для молодежи, твоего возраста, моего возраста, там, да, также и для старшаков. И потом в конце можно уже чисто на молодежь дать немножко. И совсем в конце закончить, понятное дело, наша Хайтармой. Вот это вот концепция самая классная. А у нас есть, и я, допустим, сейчас расскажу и свои расскажу для всех. Мне не играет роль 100 рублей, 500 рублей дадут мне. Вот не формат песня, даже в этот момент не подходящий. Вот как можно на второй трек поставить рок-н-ролл, к примеру.
Выдохнутся же люди. Ну, с пониманием скажу, что нельзя поставить. Вот, то есть я говорю, что у меня есть заказы уже там на 5-6, я что-то придумываю, потому что я знаю то, что надо постепенно же к этому всему готовить. А некоторым поднесли полтинник, там 100 рублей, ему все равно, что поставить, он ставит. Ну вот есть такой формат. Ну, рок-н-ролл — это апогей Поэтому второго общего танца, по идее, обычно бывает. Тут вот такое дело. Так получается, смотри, получается, что музыканты, видать, или не понимают проблему, или не хотят ее понимать, потому что они в основном говорят, что вопрос в цене, что люди не хотят платить за музыкальный коллектив, а получается, что просто люди не хотят нанимать музыкальный коллектив, потому что он не может нормально раскачать. Сегодня современных музыкантов, которые заказывают, в чем плюсы у них? Да, может быть, они там в общих танцах не сильно, но, к примеру, они пытаются что-то новенькое делать. Свои темы. Свои темы. Да. Записать клип. Ну, отработать сезон. Же Крымский танц. Да, отработать сезон и записать новый клип. Вот они работают все. Те, кто ничего не делают, они не работают, к сожалению. Да? И к чему я это говорю? Вопрос был какой у нас? Ну, цена. То есть ценовая музыканты политика. говорят, что главное — это цена. И люди уже понимают, что они споют свою песню новую записанную. Да. У них есть выходы. Кстати, насчет выходов, типа раньше старшики говорили, это клоунада, вот это выходить, играть. Это для людей шоу. Всегда это шоу работало. Внешний вид поменялся у музыкантов, поменялся. Все от иголочки сейчас. Ну, не все, но в основном, опять же, популярные костюмчики, лакированные туфли. То есть картинка — это обязательно. Ну, они хорошо всегда одевались. Ну да, я просто помню. Ну, нет, вот... Давай с 90-х начнем. Я хотел сказать, до разрушения традиционных институтов музыканты все старались, ну, то есть, так он не приехал бы, извините, там, как он во дворе работал. Вот. То есть, это как бы, ну, возрождено. Да, совет укуметь ты, конечно, уже... А в итоге даже взять Февзи Алиева, подожди, Февзи Алиев же, да? Кто? Певец. Да. Ну да, Февзи Посмотри, какие у него образы. Да, да. Как он... Это мэтр был, ничего себе. Ну вот, мы должны, я даже вот не могу сделать замечание там, кто старше меня, да? Вот пришел он в свитерочке отыграть свадьбу, или еще в каком-то там непонятном, да, образе. Я говорю, одевайтесь красиво. Ну, то есть даже в любом концерте же картинка самое главное, да, для людей. Ну, важно. То есть люди не разбираются, как вы играете. Да, это вы только перед своими музыкантами, там ноту не дожали, там что-то. Людям по барабану. Люди не отличают американскую от бахчисарайской. Ты бахчисарайскую заказал, она играет уже, и он не знает то, что ты сейчас повторишься. Ты можешь сказать. То есть людям игра не важна. На сегодняшний день людям надо шоу, и для какого-то количества в конце, да, может быть, вот как ты говоришь, эски туркулярымыздың ератмаға, да, чалғыларымызға, чтобы что-то спели, к примеру. И то, это тоже уже, к сожалению, уходит. То есть у нас есть ограничения в залах, мы максимально не успеваем вообще в целом свадьбу провести, а на старинке-то подавно. Но с тобой свадьбу я любил, потому что 11:30 это самое позднее, это торт. Это просто... То есть 12-й завершал свадьбу обычно. Ну, есть работа, есть план какой-то. Мне даже некоторые говорят, мы начнем. Я говорю, вот, я знаю то, что уже какое время, когда... То, что в 10 часов у нас второй общий танец, да. В 10:40 у нас торт. Ну вот с тобой четко все было. Никогда не было такого, что мы там в 2 часа ночи торт разрезаем. Это хорошо, что сейчас все это как бы понимают. Раньше вот до меня ведущие, которые были, там же все, во-первых, в палатках была свадьба, да, чадарларда. Ну, мы еще поговорим про палатки. Никто... Ой, за палатки мы сейчас темы поднимаем, и настолько они актуальны в зале в самом, да, кто помнит свадьбы, там ползала, да, и вспоминаем вот даже разнообразие сегодняшних свадеб и тех свадеб, и люди настолько принимают в этом участие, вспоминают там, начиная с завсклада, который раньше там рулил все ситуации, куда что нести, да, и так далее. Поэтому то есть, получается, в залах был контроль. Получается, что все-таки денежный вопрос — это не главный вопрос. Мне кажется, нет. Вот сегодня. Потому что как мы можем изменить ситуацию, что музыкальные коллективы погибают, а они по факту погибают? Если он ничего не делает, состав, то он и погибнет. Ну, как и любой человек, в любой профессии. Это же могут быть первоклассные музыканты, классные, хорошие, со школой, с базой. А зачем? Если ты не разбираешься в музыке, а у нас 99,9% не разбирается в музыке,
Я опять же говорю, те традиции, о которых ты сказал, то, что спеть песню, дать денег, это еще есть в Исмаилбее, в Новоселовке, да, в тех краях. То, что попробуй ты что-то неправильно спеть, на сегодняшний день там еще это нормально. Что-то неправильно споешь, еще куте кошарсон, да, это там еще осталось как бы. Но здесь у нас вообще в целом свадьбы же отличаются. Вот. Если я еду в Старый Крым, да. Это, я понимаю, что это... Если я, опять же, котермим, многолярн, да, но ногайские свадьбы, Кезлевский, Олсун, Джанкойский, это для меня идиллия. Это для меня настолько вот простая свадьба, не в обиду кому-то, да и в целом каждый человек понимает, какая у него кровь, где как что ходит, да, я имею в виду. Если мы едем в Тарахташ, Судак, то понятно людям, как свадьба проходит, там по-другому. Котек по-любому будет. Ну, сейчас, Аллаха шкур, котеклер йохтер, но темперамент, да, поведение людей, оно совершенно другое. Если поехать ко мне там в Нижнегорск, Советское, там другие люди. То есть везде по-своему, да. В городе, я знаю, что городские свадьбы, они все, даже пускай будут городские ускутлер, они же другие. Раньше нас же пугали, больше. Когда я только начинал, типа, я говорю, Руслан ага, Гуняшу звоню. Я говорю, ускутке той кельда, что делать? Он говорит, бери. Бронежилет. Я там буду. Я говорю, все хорошо. Так пугали меня этими свадьбами, но я поехал. Такие же люди. Да, повеселее, может, поактивнее немножко с разных сторон. Но вот это тоже отличается. Разные свадьбы в разных регионах. Поэтому где-то еще что-то, может, сохранилось. Но в городе, что касаемо, опять же, цены, если человек хочет их, он найдет силы, деньги и закажет. Опять же, если они ему интересны. А что касаемо именитых, ну вот максимум это может повлиять еще наше старшее поколение. Допустим, сегодня кто отдают замуж или женит своих детей, это еще те, которым сейчас вот где-то под 50, которые еще застали то время, и, допустим, у них на свадьбе играл тот, и он говорит, я хочу вот их, да, там, где гитара появляется. А неважно, да, как они играют, как они качнут молодежь, публику или не качнут. Он, главное, вот хочу вот таких. Но здесь, кстати, есть перевес. Если молодежь активная, то они стараются и молодежного ведущего такого молодого, там, таком какой-то свежий, там, не знаю, заман там какой-то. Да. А если родители делают свадьбу, ну вот они, все, быстро, я памос, мы там, вы там, до свидания. Тогда, может быть, и выходят вот эти вот старые коллективы. Я все время удивлялся, человек с гитарой приходит на свадьбу. Я пытался услышать, где он там. Вот. Ну, то есть не, ну вот с гитарой у нас и таких немного, но если вот Сиранага с гитарой есть на свадьбе, у нас есть Сиран Усманов, у нас есть пару музыкантов, к сожалению, которые не всегда играют, но этих музыкантов уважают музыканты, во-первых, в первую очередь, уважают те люди, кто их знает и знает их профессионализм. И этих музыкантов можно в любую точку мира отправить. Там, я не знаю, есть Измайлов, есть Сиранага Усманов, есть Союн Гарик, да, который аккордеонист. Это в любой точке мира человек вот так вот раз сыграет, и все кайфанут от него. Неважно, татарин ты или кто-то другой, к примеру. Но люди это не ценят, к сожалению. Такие именитые музыканты, они это не ценят, потому что им надо что? Повеселиться, им надо шоу, им надо, чтобы вышли там в центр на саксофоне сыграли, на трубе сыграли. Вот такая программа. Им нужна дискотека хорошая. Ну и, между прочим, лепку, которую на живую отыграют. Опять же, отыграют ее в том случае, если это какой-то регион, который хотя бы чуть-чуть понимает, что надо бзым халкавалар мазнасумарашит беги. То есть бывает, знаете, обидно, что заказывают таких хороших музыкантов, а они из 100% то, что могли сыграть, сыграют 20%, а те, которые не понимают, сидя в зале, говорят, это что они? Они даже не играли, но это не их вина. Такое я видел, да. То есть подряд идут те, которые ставят. Ноутбук. Да, опять же ноутбук. Сидят. С чего началось? Кто ввел ноутбук? Кто ввел цифру вообще? Те же самые музыканты. Самые музыканты. Да. Мини-диск там или что было у них, да, к примеру, раньше. Ну, Дистант, по-моему, да, первый в этом был. Нет, мне сказал человек другой, что первый я купил мини-диск и... Ты купил? Нет, ну тот, который говорил, я не знаю, это был секрет, не секрет, но не буду говорить. Не, ну да, давай, без имен, потому что... Это их вина, это как сегодня, знаешь, там, у нас хаярам аварн самарыши, то есть у нас яшлар, там типа, сейчас айдахар, да, модно, айдахар, асфальт. А 90-е годы взять, мы к музыке тоже вернемся, да,
Коко Джамбо, Светофор. Да, там что... Да то же самое было. Вот, честно говоря... Но они там, ну, по крайней мере, те диски, ну, не диски, вот эти видеокассеты, которые я видел, но репертуар музыканта в 97-м году это просто обалдеть. Это надо, значит, знать и наше, и все узбекское, которое только могут заказать, от андижанской польки самого простого до каких-то песен, которые я вообще первый раз в жизни на этих записях увидел. Потом они все пели перепорченного вообще Таркана на общий танец. Ой, нам Шкадем, все просто там. Шкадем была популярна. Кстати. Все слова перепорчены, но зато это. Ну, помимо этого, мотив же остался. крымско-татарская версия «Бас кызым и пипе» и еще «Светофор зеленый». И вот это все поет один человек, понимаете? И Ну, диапазон, я понимаю. нечего поставить. Вот это кругозор. Вот. Есть момент еще поет, а есть просто ставит, да, вот 90-е, если брать, мини-диск включали, оригинал, но есть легендарный состав Ешеляда, который вживую пели Коко Джамбо, Ингрид Тюман Прови, как бы они ни пели, как бенд, знаете, вот сейчас у нас у европейских свадьбах Я даже актуальный слышал. бенд. Тут у нас сейчас диджей, а там наоборот бенды. Там наоборот дают за 2 получасовых блока эти 100 тысяч рублей, и люди радуются, то, что у них бенд играет живой. Да, да. Вот. В музыкантах есть проблема, то, что они понакатаны. Да, как и все, да, понакатаны работают. Есть бахчисарайская, американская. Никто там не вспомнит си минор, и то вот она сейчас популярна, там Хайтармада, к примеру. В основном все по классике жанра. Я как-то одному составу предлагал, я говорю, ну, сделайте блок получасовой, вот как я это делал на ноутбуке, вы это сделаете вживую, тем более у вас есть барабаны, вы как бенд, просто нужен хороший вокалист, который споет и узбекскую, переходящую там на татарскую, и какую-то восточную, и все это в музыкальном таком бенде, блоге, как вот бенды работают сейчас, Да. только в нашей сфере. Да, да. Я говорю, это качнет, но боятся. То, что по-любому поет человек, который там захочет заказать, а нам надо преподнести так людям, и вы завтра, кстати, будете приезжать, если вы это сделаете. Вот если бы у меня работы мало было бы, я, отвечаю, создал бы такой бенд себе, и я бы приезжал просто на 2 блока получасовых, вот так вот вышел, на общем танце спел, ко мне никакой бы Хуртниби Ну, как Агашка как Бибек, не да, там подошел бы. залетает, Да, условно. только это блок танцевальный. Я бы сделал свое дело, собрал бы аппаратуру и уехал. И забрал бы тот же гонорар, который берут сейчас самые, пускай крутые наши музыканты. Ну, это пользовалось бы спросом. Пользовалось бы спросом. Раскачать же надо. Молодежь Да. от этого бы кайфовала. Слушай, ну, я при всем уважении, вот, допустим, тот же Бибек, да, как он раскачивал, то это уникально было. Идет тухла свадьба, потом залетает на этот общий танец, он просто там разрывает Но зал. это его харизма. Ну, это работает. Ну, его звали. То есть я сам лично видел это. То есть абсолютно мертвый зал, там еле как двигается, он залетает, торпедирует вообще всю эту публику, и свадьба вообще по-другому начинает идти Тут дальше. могут даже песни его не знать люди, но он Ну, это делал. как Это то же Сиконса. самое, как Кучук. Не знаю, застали вы, нет? Нет, не застал, я застал. Эльнара, это, я не знаю, вот выходила реально как под Бибек. Для меня, когда я только начинал работать, для меня это были первые, кто в телефонной книге, кому я звонил и кого я предлагал. Кучук, который Сергей Котери. Чуны. Да, потом Бибек, это самые первые такие, которые вот зажигалочки. А остальные все там включайте. И начинают петь. Ни слова не могли сказать. Я с молодыми нашими исполнителями всегда боролся. Я говорю, ну выйдите, скажите пару слов. Чуть буквально. харизмы дать нужно. А своей. Кучук уже со своей харизмой выходила такая сразу, всех вот, кто даже сидел такой тухлый, и то поднимался. Ну вот, это артист, ну это профессионализм, работа. Да. Ну, конечно, к сожалению, что она переехала, но она бы еще здесь, наверное, по сей день, если бы она Работала. этим занималась, она бы пользовалась бы спросом, однозначно. Да. И что получается, что сегодня мы видим такую тенденцию, что музыкальные коллективы, они погибают, да, по разным причинам, там это их вина, не их вина, они не выдерживают конкуренцию, они не хотят это делать. Причина, по сути, не важна, важен результат. И если мы просто вот так вот посмотрим на тенденцию, которая идет, то условно говоря, через 20 лет у нас вообще, может быть, вот как раз-таки останутся вот эти бенды, которые просто залетать будут на свадьбу, а работать будет диджей. Диджей. То есть это получится, мы получим такую супер органичную тему, которая всех все устраивает, но мы Еще же... есть второй вариант, Какой? который вообще отдельный разговор, религиозный. То есть, Вообще музыки не будет. да, может быть, будет, потому что за 15 лет своей работы больше свадеб стало таких, которые, да, как бы соблюдающие, опять же,
по отдельности садятся. И там нет музыки? Нет, где-то есть музыка. Опять же, вот если эту тему поднимать, кстати, об этой теме у тебя, наверное, тоже будет информация, да, какая-то, как есть раньше. наработки, да. Я имею в виду то, что вот когда мне звонят, говорят, у нас той илял. Я говорю, мне интересно послушать ваше понятие илял. Свинины не будет. Да, у всех, сколько я свадеб иляловских проводил, не было одинаковой. Копченого сала не будет. Всё. Кто-то там вот это, кто-то отдельно, кто-то вместе, у кого-то перде, у кого-то только электронная музыка, у кого-то полный состав, ну просто водки нету. Все разные свадьбы, но молодежь, которые... Ты какого года? 2000-го. После 2000 года я, кстати, заметил, у меня была свадьба, вечеринка недавно, в Бахчисарае здесь, в Алие, и была чисто молодежная. Мгм. И когда я пришел, думаю, меня позвали как одного по музыке, думаю, качать будем сегодня. А тут раз, смотрю, контингент. Я знаю многих ребят, знаю то, что вот многие соблюдающие уже ребята, есть, которые там отжигали 5-6 лет назад, так что я думаю, так, это может танцевать, но смотрю, ничего подобного. Забыл уже. И вот из этих 40-50 человек танцевал там, наверное, может быть, человек 10. На лепку, которую мы объявили, вышло тоже, может быть, 10, то есть даже не лепили. И момент был то, что там Магриб пришел, идем читать, вышли читать намаз. То есть вот такая атмосфера, это я почему говорю, то, что 2000 год, это был самый старший гость, который находился там. Ему уже было неинтересно это. То есть я подозреваю, что в будущем будут такие моменты, что мы вообще потеряем вот эту вот свадьбу, может быть, как ифтар. Будут собираться люди, может быть, позовут ведущего, у нас еще надежда есть на ведущих, которые могут быть просто, знаешь, там пообщаться, поговорить, что-то провести. Ну, как да. это? Конферансье. Координатор, да, куратор. Да, что-то вот рассказать такого плана. Туалет он там. Да. Может быть, вот такой формат будет, может быть, какая-то там фоновая музыка, но для молодежи такой, это сейчас нормально. То есть им не надо. И многие, кстати, говорят то, что мы не хотим свадьбу. А родители пока наши закалки говорят, Балар, твой апмага керек уладжармас. Надо сделать вот хотя бы что-то. Но опять же, это в процентном соотношении, если это было 5-10 лет назад, илял той, что, все там, ничего не будет, водки не будет. Сейчас нормально, люди идут и илял. То есть со временем все равно это все меняется. Но в чайниках разливают или вообще ничего нету? По-разному, да, по-разному. Но это одна группа. Вторая группа европеизирована настолько, которая говорит по другой... Они по другой причине не хотят свадьбы. Да, мы лучше там в Стамбул съездим. Путешествие. Или там, я не знаю, в Дубай съездим. Ну, зная цифры на сегодняшний день, конечно, проще как будто бы голос разума, да, работает? Сегодня кухня... Таких тоже очень много. Там или мы соберемся 10 за 300 человек на свадьбе? Не знаю, насколько 300, конечно, если семью посчитать, из которой общаемся... 270, и половина все равно обидится, кого не позвал. А помните, была свадьба на 600 человек где-то в Партените? На 800 было. Конечно, ей было. Это такое тоже есть. В общем, вообще наша эпоха, она плюрализм мнений максимальный. То есть, может, человек, который 800 этот человек хочет на свадьбе, одновременно могут быть те, которые хотят в Италию съездить вместо свадьбы, и еще есть третьи, которые скажут, не, мы просто посидим, дуа сделаем. Смотрите, если мы заходим с религиозной стороны, что, в принципе, логично, скажем так, да, то есть ислам-то все равно он возрождается, то есть мы эту тенденцию все видим, то, получается, действительно, музыканты, они становятся просто не нужны. То есть, любой религиозный человек, он скажет, музыка нельзя. Вот там, что там будет, даул и барабан. Как вот в Турции с вами приходит, как будто наступление войск. Где вы их возьмете? У нас их нету просто. Недавно Сиджалил вел свадьбу, где 200 или 300 человек ешляда. Это еще у него там залетел видос тоже, кстати, в Инстаграме. И музыки не было. То есть просто стояла колонка, чтобы он говорил. Было очень много шоу-программы, и шоу-программа тоже была без музыки. Не знаю, как это прошло, весело, не весело, но он Я думаю, ему было весело. Тяжело. Без лепки провести свадьбу, это какая-то зайдете жесть. к нему на аккаунт, посмотрите, там один видос был, где он подзвучил, как ишелядинские официанты торт выносили. Я вспомнил. Вот на такую свадьбу, конечно, кстати, потом мне тоже звонила такая свадьба, я был занят, и там работал Ридван Ага и Надир Ага. Тандем,
ведущих, чтобы хотя бы пообщаться, Да. поговорить, какие-то соцопросы, Да, викторины, еще куда ни шло. Ну, можно такой вариант сделать. Но опять же, вот у людей фантазии сейчас, я не знаю. Тандем хорошо работает, как будто бы нормально. И что, получается, что мы приходим к тому, что музыкальные коллективы, ну, все? Ну, тенденция-то вниз идет? Ну, мне кажется, что, ну, вот как сложилось за последние 80 лет. То есть музыканты в основном работали на свадьбу. Ну, то есть... Ну да. Только сейчас как-то вот люди думают, а куда бы еще податься, начинают там придумать там концерты, авторские программы, туда-сюда. И, ну, сколько я общаюсь с музыкантами, они, ну, может быть, лукавят, не знаю, это уже на их совести, но они многие говорят, той Ольда уже все, уже, мол, этот... Это те, кто не я работает. скажу, вот, те, кто не работает. Да, может То быть. есть, опять же, те концерты, музыканты работают на свадьбы, а вот сейчас, которые музыканты работают, они работают на народ, чтобы потом работать на свадьбе. То есть, если взять наши популярные составы, которые что-то делают, в крайнем случае даже взять артистов, которые делают концерты, это тоже же не бедова. Нет, Они конечно. вкладывают деньги, но Конечно. опять же, хотят выхлоп, надо вложиться. А кто не работает и не показывается, сейчас время интернета, все мы в Ютубе заходим, смотрим эти клипы, да, и на этой почве мы говорим, а вот хороший состав, давайте закажем. Надо работать. Ну, то есть получается, что если, скажем так, коллективы будут немножко шевелиться, да, как бы в норму, в ногу со временем, то и мы сможем продлить, да, эту всю коллективную историю, музыкальную историю, или как? Они должны Вот- вложить в себя. Вот, вот допустим, смотри. у нас был Ерлас Азым, Да. это опять инициатива организаторов этой передачи, да, к примеру. Да. Но такой инициативы нету у самого музыканта. А давай я запишу старые песни, которые у нас есть и которые я знаю. Да, к примеру, он не запишет их, потому что они ему не дадут ничего. Мы запишем я лучше понимаю, новую о чем ты свадебную тему, понимаешь? Ибраим Ага, чего задал вопрос. Ибраим Ага, вот у вас Талмуд там целый. Да. Некоторые даже не подозревают, что в этом Талмуде, не знают даже. А там такие песни. Я говорю, почему там? Эдип Ага тоже вопрос задал. Он же легендарный человек, Эфсане. Я говорю, молодежи же можно давать эти песни, пускай поют. Но Но они считают, что молодежи это не надо. Но они Да. зачастую решают это вместо нас. То есть это очень удобная позиция. Я знаю, я постоянно работаю со старшим, ну как работаю, общаюсь со старшим поколением. Они почему-то за нас решили, надо оно нам или не надо. И оно вот там у них где-то Ну, лежит. во-первых, еще есть высокомерие. Да, это однозначно. Иджизм в Не крымско-татарское могут перебороть. общество заложен чуть ли не, я не знаю, там в глубинные какие-то структуры, то, что все, кто после нас, все хуже нас. То есть, если мы в своей молодости заказывали Леонтьева светофора, а сейчас заказывают это, то это, вы не понимаете, это другое. Это другое, да. То есть, тогда светофор можно было заказывать, да. а сейчас нельзя. Это тоже, конечно, Ну, вообще, вот как мне кажется, что я вот четко чувствую высокомерие, типа, что некому передать. Вот такое. Вот я чувствую, что некому передать. Не говоря про конкретных людей, вот просто я же на слуху общаешься и говорят, да нет, ну что, вот мы там консерватория, то есть мы класс, уровень, а сейчас как бы молодежь там, не знает, что хотят, вот они поставили этот ноутбук и работают, и все, и больше ничего им не надо. То есть вот такая штука тоже есть история. Вообще с этим ноутбуком вообще какая-то мистика происходит. И вот сколько я слышал разговоров, все говорят, вот это же дешевле, поэтому это же дешевле. Ну слушай, ну если коллектив, нормальный коллектив 50 тысяч рублей стоит, да? 50 Ну тысяч. да, минимум. Это что, огромные деньги? На сегодняшний день нет. Оператор, фотограф 1500-2000. Вы делаете один раз в жизни свадьбу. Я не понимаю, 50 тысяч, вы серьезно сейчас? Вы на алкаш, ну, на выпивку вы сейчас потратите столько денег. И вы говорите, что музыкантов, чтобы традиционно сыграли музыка вживую, все игралось, и это стоит 50 тысяч, пускай будет 80 тысяч, это вообще не разговор, если честно. Тем более свадьба, мы сейчас знаем, там, платье, там, ну, одна выездная церемония может стрельнуть там на 500, на миллион. Опять же, кто-то рассуждает так, что это дорого, а кто-то рассуждает, что это нам не надо. Нам хватит там Фикрет, там Асан, которые приедут
на ноутбуке также отработают, все также повеселятся и все. Все на любителя. Ну вот, традиционность института ушла. То есть это уже не институт, это такое вот что-то, я не знаю, там, смешанное, поэтому, собственно, и апеллировать к традиции там уже не получается. Ну, заказчик-то все равно человек. Вот все равно заказчик же человек. Если у меня есть понимание, что на свадьбе должен играть коллектив, ну, как бы меня это никто не переубедит об этом. Значит, у меня была свадьба, нет. где коллектив, где, допустим, родителям все равно, что они играют. А есть, которые подходят и говорят: Абляс, вот сегодня я заказал их, надо, чтобы они работали. Я говорю, чтобы они работали, я вначале выхожу, говорю: ана бабасын рicasıyla gelecek oyunlarımızda tek canlı avalar яңғырасын. То есть пускай играют только живые по просьбе родителей. Все, мен говорит разом. Вот у меня несколько свадеб было. Я вышел, объявил, даже, я не говорю за общий танец, ладно, общий пускай там и молодежные такие, но хотя бы лепка, которая осталась из традиций что-то у нас, да, ну, во-первых, это будет быстрее, потому что пока там ноутбук, пока там включат, пока найдут. А если будут играть наши все крымсатарские вживую песню, это будет все как у азербайджанцев. У них же тика-тика-тика-тика-тика и пошел. Ну, конвейер. По-моему, не очень хороший пример, потому что они любят до 5 утра там танцевать. Ну, в этом, да, я имею в виду то, что у них не услышишь ноутбучные какие-то вещи в плане, там должны музыканты петь, они еще пока вот в таком формате работают. Да, то Но есть они в нем и останутся. они Чувствуется, что там... уважают Да, они, по-моему, в музыкантов. целом на Кавказе как-то у них У армян. нормально с этим всем. Вот как вы дела. говорите, то, что раньше возвышали музыкантов, сейчас также у армян. У них должна быть сцена, райдер, музыканты, все, они номер один на свадьбе. А у нас, к сожалению, нет. Я помню, на одной свадьбе мы ездили в Кабардинку снимать, ну, на Бузимкелер, и там позвали армянина с дудуком. И он такой приехал, во-первых, на 600-м Мерседесе, самая дорогая машина, наверное, была в этом кортеже, открыл такой сундук, достает этот дудук, то есть там просто вот это мероприятие уже $2000 стоило, и он там задул, ну, в общем. Вот видно, что отношения серьезные. То есть, и ты, когда такого человека зовешь, ты уже хвастаешься не тем, что у тебя, я извиняюсь, Ришат Алиев, да, на свадьбе фотографируют, а тем, что у тебя музыкант такой серьезный. Но это же тоже имеет значение. Кстати, вот этот момент тоже правильно указали. То, что не важно как и кто, а важно то, что те люди, которые сейчас... А у нас был вот этот... Ничего себе. И вот этот. А еще потом позвали вот этого, там, вот такого... Вот программа вся. То есть, ну, тобой тоже хвастаются, Абляс. Ну, я извиняюсь, я конечно. пока... Может, это неожиданно было для тебя? Ну, как обычно говорят, ну, у нас Абляс вел, ну, понятно, кто еще там, и вот такая история. Меня радует то, что ко мне подходят люди, и они меня не знают за 15 лет. То есть, есть такие... 2000 и позже, наверное. Есть, нет, именно старшее поколение, они меня не знают. То есть, машалла, яхшалла, барден. Давно работаешь? Телефон можно взять? Да, они не знают меня. Но это хорошо. Не, это нормально, это нормально. Это хорошо. Так, ну... Давайте вот, мне да. так интересно его тоже слушать, да, вот, да. что было раньше. Ну, у меня, хочу ваше мнение услышать, потому что у меня достаточно, как турки говорят, эски кафалы, да, консерватизм это есть. Ну, ты же со стариками общаешься. Хотя, как бы, я тоже не из тех, кто считает, что я могу молодым указывать, как им проводить свой день. То есть они сами должны решать, и от того, что мы там будем возмущаться, ну, собственно, мало на кого это повлияет. Но, тем не менее, у вас вот нет такого, что свадьбу как-то перенасытили событиями. Ну, то есть там 3 приглашенных звезды, 2 коллектива, еще что-то, еще вот это. Ну, я просто сколько, ну, это, конечно, субъективный опыт, но я сколько был на свадьбах, я там, например, вижу, классно, там, вот этот человек вышел, давно его не слышал, хочу послушать. А люди как тыкали в свою тарелку. Это рутина уже свадебная. Как тыкали в свою тарелку? Поет, да, ну ладно, она пела, или если бы вместо нее запись включили, какая разница вообще? Вот как ели, или как там это, или сам собираются, то это уже неинтересно, идут на улицу. Да. Ну вот, как бы выступление ансамбля, я ничего против не имею, но не совсем понимаю, когда там, ну там, например, люди запарились, там, взяли ансамбль, он там 3 номера подготовил каких-то.
И тоже я смотрю на гостей, у них такая пустота в глазах, типа, ну... Это октябрь, наверное, был. И чё мне с этим делать, типа, ну... Вот что-то не сильно ли много вот всего? Есть один пример из моей рабочей практики, когда я еще снимал свадьбы. Я 10 лет работал на свадьбах. Ну, меньше, конечно, чем Абляс. Абляс вообще у него пробег огромный. Значит, у меня есть такая свадьба, это уникальное вообще мероприятие, и у меня только одна такая была свадьба, что, ну, во-первых, люди были богатые, ну, состоятельные, да, и вся свадьба, во-первых, лепки не было. То есть это сразу сказали, все, лепки не будет. То есть мы не колхозники, мы можем музыкантам дать 100 тысяч рублей, чтобы они спокойно значит, мы играли. колхозники сейчас все-таки, да? И, короче, ну, мы снимаем, да, и начинается мероприятие. И все мероприятие — это выступление каких-то гала-звезд. Ну, концерт. Это концерт. Вот я об этом. И чтобы ты понимал, после торта, когда уже Келинес Хоран Тепеик, да, люди вот так вставали, потому что они всю свадьбу просидели. То есть вообще не вставали. Это к тому, что о перенасыщенности мероприятий. Ну, там вот были все. Вот я тоже думаю, ну, концерты, свадьбы — это немного разные вещи. Ну, я, например, и артиста не совсем воспринимаю вот в этом муите, да, вот этом свадебном. То есть ты его, когда там ты сидишь на концерте, например, у тебя нет люляшки в тарелке, ну и ты сидишь там, погружаешься в какую-то песню, ладно, если это там на общий танец, да, позвали, и люди там встали, потанцевали под трек, это и одна история. А если человек пришел там с какой-то нормальной в смысле там, с глубокой композицией, и тут, значит, человек поет, надо вникнуть. Слезы туда, в эту люляшку надо капают. вникнуть, надо послушать вокал, восхититься, одновременно приносит горячее, понимаешь? А оно посчитанное. Как по мне, поэтому и есть отличие. Есть артисты у нас свадебщики, а есть не свадебщики. Да. И когда не свадебщиков зовут, все, понятное дело, то, что зачем это надо. То есть, если зовут те, кто в пике популярности, и вот они заходят, то они кто знает, как с этим работать, однозначно. конечно. То есть, вот у нас, опять же, наша новая исполнительница, да, Дилярка, машалла. Вот у нее эстрада. Ее на свадьбе, ее приглашают, кстати, на свадьбу, даже она сама говорит, то, что свадьбы для меня, говорит, тяжело даются, потому что ее формат не свадебный. Ее вот можно, я даже, знаешь, когда вот мне заказчик говорит, кого можно пригласить? Я говорю, есть вариант артистов, под которых потанцевать, а-ля Бибек, Асия Салин, Нариман Балич, а есть которых надо послушать. То есть я, если бы имел бы от этого процент, как это вот, кстати, у казахов, там, я пригласил того. Не процент? Нет. Это один у нас известный человек после Москвы приехал, и после первой работы мне протягивает денежку, я говорю, Нариман ага, это не у нас, не надо, говорю, он говорит, в смысле? Ну, не на людях, это, да, в европейском формате это принято нормально, и у нас все ведущие, кого бы там ни подсватали, откаты имеют и побольше, чем свой гонорар, к примеру. У нас такое не пойдет, и, по-моему, у нас и нету такого, чтобы там откат. Что хочу сказать, то, что есть, допустим, время. Я никогда не перенасыщаю программу, если говорю то, что много, я говорю, что это много. У нас есть 2 общих танца полноценных. На 2 общих танцах можно 2 артистов пригласить. Ну, я имею в виду 3 песни там, потом просто дискотека. Между танцами, есть 2 выхода, где можно поставить танцора. Все, в начале, пока люди кушают, надо им дать 30 минут застольного периода, чтобы поели горячее. И параллельно, может быть, там кто-то станцует, или же выйдет такой человек, как Сейтабла Ага в начале свадьбы, когда еще все в здравом уме, нормально, не уставшие. Сейтабла Меметов Олсон, Эдип Ага Олсон, наши статные, популярные артисты, которые споют и все их с удовольствием послушают, сидя. Но под них не потанцуешь на общаке, они не зажгут. Вот, в том-то и дело. А есть такие, которые говорят, у нас как на пицце. Сейтабла Ага, допустим, такой, тоже да, есть. Такой-то МДшка, и его хотят там, допустим, на общем танце. Но на общем танце он не зайдет, понятное дело, и... Какуру как в общий танец спустить? Какура более такой человек, который выйдет, красивое слово скажет серверага, и у него есть тематическая песня каждому моменту. То есть его надо слушать по кайфу, да, то есть, опять же говорю, артисты разные. Другое дело Ильдар Сейтаблаев. А что касаемо...
Эльдар ага, там на флешке у вас 12 песен. Я пока, говорит, пою. Я говорю, даже не 3? Он говорит, нет, посмотрим по ситуации. Я говорю, ну хорошо. Но его любят старые песни. И человек в свое время тоже, пускай на своих опытах там записи, то есть там не такие прям крутые аранжировки были в те времена. Народный был. А на то время это классно. Сейчас вот он усовременил, сделал новые аранжировочки своих старых песен. Красавчик. Его люди тоже любят. Опять же, на каждого найдется свой клиент, да, как говорится. Я хотел сказать что-то. Что я до этого говорил? Я забыл. Короче... Вы что-то хотели про торты рассказать? Про торты мне тоже, кстати. За торты никто никогда ничего не говорил, а тут раз от вас услышали. Во-первых, надо про каве сказать. У вас же принято. Во-первых, да. Во-первых, кофе, который подают на свадьбе, это просто ужас какой-то. Это, я даже не знаю. Вот, честно говоря, когда начинается вот эта вся движуха с хаве, вот какой бы я уставший не был, как бы я по кофе не соскучился, это всегда плохо было. Вот, Абляс, вот честно скажи, ты как вот сам? Опять же, на любителя. Пью, да? Нет, на любителя. Ну, я может не быть, сейчас привередливый ни к чему. Нет, не поменялось. Нет, по-моему, нет. Ну, мне... Кипяток кофе. Кипяток кофе. Он прозрачный, джундух, понимаешь? Никто варить не будет тебя на свадьбе. Нет, там даже эта речь не стоит, варить не варить. А внимание к кофе вас устраивает, которое на свадьбе вообще есть? Вы знаете, что у нас изначально не торт авасы была, а каве авасы? Серьезно? Вот. Я же к этому... У нас свадебная традиция напичкана мелодиями до такой степени, там вот передвинуться с одного места на другое без мелодии изначально было нельзя. И я не знаю, кто в этом виноват, я не хочу сейчас раздавать там обвинения, хотя часто меня... Мы можем попробовать. Но как бы изначально свадебный обряд, он веками вытачивался, и у него там для всего, для каждого элемента есть мелодия. И то есть в теории, если бы нас не помотало, мы бы сегодня не торт выносили, а кофе под каве аваса, потому что у нас специально есть мелодия, изданная еще в 1932 году, записанная у народных музыкантов Асаном Рифатовым. Она есть. Какая? Есть... Ты знаешь? Каве аваса называется. Так мелодия так и именно, называется. Да? Каве аваса. Есть енги аваса. Есть траш аваса, на все есть мелодия. Траш аваса, да. А торт аваса есть? Торт аваса — это неофольклор. Копайте дальше, Рифат. Ну, понятно, что она уже есть, и, может быть, она уже и элемент культуры. Да. Но тем не менее, то есть мы отсекли вот столько, чтобы получить вот столько. Мне, например, кто-нибудь знает, когда перестали Таксим Пешраф в начале свадьбы играть? Где-то играют. Кезлев, Ну, я, конечно, не так часто бываю на свадьбах. Знаешь почему? По-моему, это... Такая затяжная мелодия, Таксим, переходящий на салгар. Ну, я просто... Таксим Пешраф должны играть, потом салгар-бою. Ну, и это старая вообще свадебная... Я борюсь хотя бы за салгар-бою. Вот на каждой свадьбе задаю вопрос и даю за это подарок. Неужели люди не понимают, что Таксим Пешраф нас связывает с 8 веком и арабской традиционной музыкой, что это высший пилотаж? Ну, то есть это композиторские произведения. Они не... Их когда-то кто-то написал, они ушли в народ, у нас всего 4 таксима осталось, или 5. То есть, раньше без Таксим Пешраф нельзя было свадьбу начать. У нас Пешраф Ахшам Шериф называется, извините. Он так и называется, Ахшам Шериф. Да? Он так и называется, Ахшам Шериф. А что, нельзя сейчас начинать с этого? Или это Я не знаю, почему от этого отказались. Всем все равно в начале. Какая разница, что будут играть в начале? На сегодняшний день играет... А по-любому в Евпатории это играют. Таксим Пешраф это 100%. Это Ипекчиево поколение. Они без этого никогда не начнут. Опять же, его начинают играть для той сайбы, в основном, насколько я знаю. Даже не то, что там в начале. У нас привыкли же салгар-бою. Открыли свадьбу, когда уже 300 человек сидит. Салгар-бою. Мы на сегодняшний день стараюсь каждому музыканту говорить, и они не против, кстати, салгар-бою хотя бы играть. То есть адет бойынча маналы, да, турку, той ақында. А Таксим по Ипекчиево, вот по тому составу я знаю, то, что в самом начале только аппаратуру поставили и начинают играть Таксим. Но опять же, тут помимо того, что музыканты должны сыграть, тут еще и должен действовать той хозяин свадьбы. Ну, естественно. Подойти и положить денежку за это. Мы уже на том этапе, когда хозяин свадьбы может не знать вообще, что это такое. Вот, а есть состав, и я говорю, Баллар, не состав, а в целом на свадьбе. Я говорю, салгар сыграем, ему оно не надо.
То есть они знают, что этот хозяин, как ты говоришь, он не знает, и он не подойдет к ней. Амбиции музыкантов. Вот. Ничего себе. Вот. Сами музыканты же знают, что это база. Они знают, что ему не принес, он не принесет деньги. Зачем ее сейчас напрягаться? К примеру, а я сейчас на каждой свадьбе говорю: Джима, мана долавасы янграды, долавасында насылава янгрмада керек. Я за таксим молчу. И все сидят, вот 300 человек, хлоп-хлоп глазами. И бывает, говорят некоторые, бывает, говорят там аграва чуть попозже, ойынлар башлаганда, да, там мисхор кызы, кстати, по мисхор кызы тоже вопрос есть у меня. Это узбекистанская традиция. Сейчас поговорим из-за нее. Она была не изначально. Теперь, получается, нахожу я такого человека, если не нахожу, я уже начинаю говорить там, единственная река, которая не в море впадает в Крыму, какая? Салгир. Салгар-Бойок, к примеру, да? То есть я даю за это подарок и уже вижу, что за год, вот за сезон, даже те люди, которые повторяются у меня на свадьбах, да, приходят, я говорю, они уже руку тянут. Ну, я говорю, значит, получается, и пускай запоминают 100%. специально. А за салгар должны вот платить, я почему говорю, музыканты, немногие как бы хотят играть, опять же, не в обиду. Музыканты не хотят играть, видите? Да, то есть вот, Ну, вот и вся эта тема. Ну, как будто бы здесь попахивает отсутствием амбиций вообще музыканта. То есть, если ты знаешь, что это база, с чего начинается любая свадьба, почему бы тебе не придерживаться этой базы? Ну, что такое, блин? Но что? потребитель на сегодняшний день уже нету аблякимагалар, который будет за этим следить. Потребитель воспитан в массовой советской культуре, в массовой постсоветской культуре. Они не знают вообще, как должна быть свадьба устроена. Ну, самоцензура. Это раньше, до сих пор, вот Дуай Япханда еще зовут какую-то тизе или кого-то еще, и у старших спрашивают, а как вообще это все должно быть? А кто будет за свадьбу спрашивать? Это Вот, никто этим не занимается. Кстати, ты про Дуа правильно сказал, потому что вот когда я готовился вообще к этому разговору, думал, да, о чем можно вообще говорить, и я зацепился за старую свою мысль. Почему мы, крымские татары, обряд того же дженазе, условно говоря, вот похорон, мы его не трогаем? Мы же не говорим, что давайте там не табут понесем, там люди, да, а там вороная 3 лошадей повезет его. То есть мы же здесь там есть ничего... тоже же дилера. Ну, ты говоришь про Дуа или уже про саму эту? И про Дува, Да? и Есть Суселя. моменты, Что я тут должен петь? Тут же уже у нас есть в религиозных понятиях как бы те... Вообще, тем не менее, А сама это тенденция все стоит. Ну, более-менее стоит. не все. Ну, не все, но оно, конечно, тут его пытаются тащить в разные стороны, но в базе своей оно как-то сохраняется. Так же, как и свадьба. Ну, у нас есть же закопали, и сразу кто-то ушел. А кто-то остался читать. Раньше, если читали все, сейчас говорят, не надо так делать. Ну, к примеру, то есть мнения разные у всех. То есть мы же сейчас все даже в... Я, кстати, насчет 2000-х годов сказал, ребята, тоже же есть момент, да, солнце село. Нет, еще азана не было. Да. Я говорю, мы в Бахчисарае, вот через окно, вот минарет. Дождемся, я там постарше немножко. Они говорят, нет, солнце село, я не стал спорить. То есть на будущем будут вот эти вот моменты еще оспорены. Но они уже есть. Да, уже Сколько есть. лет им уже? Молодежь потому что интересуется вот за 2000-е и раньше. Поэтому и здесь разногласия. Рифат, приходи. Возвращаясь к кофейной теме, что у нас была, соответственно, такая... Между прочим, красивая развитая мелодия. А что было под эту музыку, Рифат? Она у тебя есть в книге? У Асан Рифатов пишет, что под эту музыку гостям разносят кофе. Просто хурхаве. Хурхаве. Без хурабе, без ничего. Об этом он не написал, но он пишет, что хаве дагатал. Так как по кофейной традиции мы знаем, что кофе подавали в конце еды, значит, это был завершающим Они уже актом. поели, естественно. Она и в иерархии мелодий тоже там к концу. Она, по-моему, предпоследняя или последняя. До Хорана, короче, да? Ну да, уже каве, уже все. То есть уже все, уже нужно расходиться. Торт как появился? Вот я не знаю. Просто я сколько снимал свадьбы, у меня эта кринжатина все время на нервы действует. Сини, адет. Сини? Поднос? Ну что? Со сладостями. Это телли хурас. Это, с телли хуразом это никак не связано. Это вообще не похоже же. Нет, телли хураз сохранили только Карасу-Базарский до 70-х годов. Это с хуразом ты имеешь в виду? Да. А есть еще сини, адет, именно просто сладости. Тизелейр, дудулар там напекут, выносили. В конце свадьбы? Не в конце, в середине.
Выносили это именно? было, по-моему, когда жених с невестой, вот эта движуха была. Что жених с невестой? Ну, вот когда там к невесте идут, когда вот этот вот конвой из жениха идут, вот там сладости на табак. Родственники Да, жениха, да. допустим, Киев тарaf А на olsa. свадьбе я не слышу такого. На чтобы свадьбе, в середине на свадьбе. выносили сладости, я такого никогда не слышал. Ну, может быть, я что-то упустил. Я, кстати, тоже. Ну, про Кураза знаю. Ну, Просто вот это- Кураза возродить, ну, нереально практически. Курас у меня один раз был на свадьбе. Его и делать уже никто не умеет, ни Кураза, ни Чирак никто делать не умеет. Хотя чисто, как бы, если хотите показать человеку что-то разнообразное и красивое, Вот, это, кстати, в принципе, можно- да. ну, почему нет? Можно в нашей ситуации зацепиться за стремление крымских татар сделать что-то необычное. Не там, такое, да? как у всех. Я как бы видел этот никях в облаках, да, тоже необычная же тема, там, когда дым у них там шел, они читали никях. Ну, то есть выездной был такой никях. Мгм. Ну, в по-моему. Добрудже они до сих пор это теллилер, этого Вот. Кураза. То есть, а если, допустим, кто-то покажет этот адет, ну, то есть, вот, смотрите, Хурас, красиво, интересно смотрится. Есть вероятность Не все того, поймут. что это не поймут? У А нас, если- кстати, адет, помните, Татла Да, Хаптарма? да, да. Вот тоже кто-то делает, но уже уходит. Уходит, да? У нас этот уходит. Явлуклар уходит, когда музыкантов обозначали. Было, кстати, это раньше? Подарки музыкантам давали. Вот Явлуклар Конечно. откуда начались? Ну, понятно, куреши и скачки на свадьбе возродить уже чисто Где физически уж только коней найдете? будет И невозможно. большой зал такой. Ну, как бы я же говорю, мы немножко, у нас искаженное восприятие свадьбы. То есть свадьба, мы сейчас все собираемся в одну кучу, в одном месте, и у нас, Быстро. да, у нас вот есть определенный такой шоу-программа, которую мы должны все отсидеть и разойтись по домам. А вообще свадьба это многомерный процесс, то есть одновременно что-то происходит там, тут, здесь. Как То есть ярмарка, получается. Мгм. Там скачки, там куреш, здесь мужчины сидят. Вообще, вот вы сейчас тоже говорили, что старшее поколение, молодежь и среднее, они между собой не особо в репертуаре сходятся. Ну так, извините, для этого наш народ давным-давно разделил их по Всё разным придумал. разным Тюркская домам. борется, да. По разным домам. То есть Шерфединов так и написал. Старики сидят в отдельном доме, то есть для, ну, раньше залов не было, дома для этого выделялись, и они там заказывают свою вот старинку, что они хотят послушать, и там танцевального репертуара почти нет, потому что они хотят вот вокал послушать. Кардюманлар, то, что называется, это в степи, Мгм. то есть не женатые мужчины, которые вот уже подошли к возрасту, когда жениться, они отдельно тусуются. Мгм. Женщины взрослые, замужние отдельно, девушки отдельно. То есть и музыканты раньше, они же не торчали в одном месте. То есть у вас идет той, вы кушаете, общаетесь. Музыканты пришли, вы им то, что хотели, назаказывали. Деньги отдали. Они свое отработали, пошли к другому дому. А у вас в это время своя тема. Вы там, я не знаю, там под вокал поете, если это женщины. Или вы там общаетесь, или вы там играете во что-то. Такое. Интересно. Ну, то есть, свадьба, она изначально Ну, кстати, вот многофункциональна. Вот так можно представить свадьбу, что это абсолютно логичная история. Вот как ярмарка сейчас проходит, там у тебя надувные эти штуки. здесь Если эти. сегодня 20-летним не интересно с дедами, это не значит, что 100 лет назад им было обалдеть как интересно слушать то, что заказывают там люди за 60, да? Они как бы и меньше танцуют, ну, практически не танцуют. Поэтому и говорят, мен әрбір қартларын дуаға чағырам, а яшьларын тойға. Сейчас, кстати, в основном так и делают. Ну да, хочется. Старшаков. Так вот, получается, что вот сколько раз я видел этот обряд вот с этим тортом, и особенно вот эти вот неловкие попытки накормить там, не знаю, там стариков, родителей, вот это кому первый дать, кто кому не дать там. Вот мне кажется, это абсолютно чужеродная какая-то история. Особенно вот эти вот огромные торты, люстры там, ну, огромные какие-то торты. То есть вот это тоже, и в этом есть какая-то олимпиада. Не знаю, сейчас есть, нет этого соревнования? Не сильно. Уже прошла, да, эта тема? У нас вообще прошло в целом соревнование. То есть это было... Какой год? У Может меня быть, ощущение, что 15-й. все идут одинаково. Ну, у меня вот они, Да. вот свадьбы сейчас, я даже не могу, вот все, Да которые я выровнялись. видел, я не могу выделить какую-то деталь, которой не было на другой. У тебя Особенно, богатых друзей нет. особенно если мы говорим о вот этой городской культуре, ну, практически все одинаково происходит. Лет 8 назад перегонки с платьями были, перегонки церемонии, у Щас кого нет? какой... Нет, сейчас как-то Серьезно? вот, ну, мне кажется, все как-то ровненько идет, стабильно. Там было время такое, не знаю, вот лет 8, наверное, точно назад. Прям
мода на эти церемонии была. Вот я как раз снимал. Одна лучше другой. На декор сколько денег давать, там туда-сюда платье, там пышное, не пышное, рыбка, не рыбка, за 100, за 150, за 200 тысяч готовы были брать. Кстати, неплохой такой... Кофе? Как сейчас? Нет. Кофе для пирога всегда хорош. Хотел сказать, думаю, неудобно. Неплохой этот вариант возрождения традиции, это кна еджиса. Да. Он же откуда-то взялся, его стали опять делать, потом опять перестали, сейчас делают. Прямые эфиры, инстаграмы, видим, где у Бахтияра в прямом эфире, который в Евпатории, у них это и не уходило, у них это в порядке нормально. Так мы его весь советский период не делали. Мы его достали из старых книг и начали по-новому делать. То есть он как бы возрожден опять же растраты. Просто с дома никто не будет делать, как раньше. Это надо же заказать алем, там площадку. Ну понятно, то есть человек уже ради вот этих фотокарточек, кадров и всего прочего, он уже хочет, то есть чтобы это было красиво, он уже готов на это выделить. Почему бы, если девушкам есть хана еджисы, не попробовать траш для мужчин сделать опять? Это же не чисто... Что-то делали, но это такое, чисто как вот просто пофоткаться. Наглядно, пофоткаться. Но это не традиция, не культура. Это заказывают профессиональных, там, допустим, Йылдызлар, Майя Нафиева, которая там приедет с танцорами, все это обыграет, все заснять на камеру. То есть это не так в режиме... А давайте Кызлар с сестренком там, скажут и сделаем. Вообще круто. Хотя у меня было бы неплохо собраться с девочками. Из 100 свадеб, там 5-6 свадеб я видел то, что невесты хнала, да. Может быть, они просто в кругу в тестом рисовали? Например, в турецкой традиции это без этого нельзя. То есть они во всех своих фильмах это показывают, во всех этих. То есть кна это чуть ли не... это не... Кнала да пармак. Не обязательно. И они все юксек тепелере в курмасынлар все поют, все вот это вот накрывают красной этой тканью, и вот эти вот красные тоже у них эти для рук, они это делают. Несмотря на то, что как бы турецкая свадьба гораздо менее разнообразная, чем наша. Они все деньги на хну потратили, поэтому у них еды нет. Там на стола. Там у них как бы есть определенные каноны, там они могут халай 3 часа танцевать, и ничего им нормально. То есть один халай, другой халай, третий халай. Ты сразу пришла. Да, поэтому, как бы, мне кажется, современный человек, мало того, что хочет быть не как все, есть какая-то потребность индивидуализма, у него тоже есть какая-то потребность в том, чтобы вот какая-то была эстетика, то есть вот что-то такое в традиции, вообще как бы мода есть на это все, то есть как-то вот если человек как с самосознанием крымско-татарским все нормально, он хоть что-то традиционное хочет сделать, пусть там фотосессии во время никяха это будет, пусть это, может быть у хна еджисы не такой это не малый потенциал. Может быть, вот если просто не подавать это, у нас народ за советское время, он привык как? Танцевать и петь должны артисты. Мы танцевать, петь не умеем, мы ничего делать не будем. Пусть нам придут, покажут, вокруг нас попляшут и уйдут. Да. А почему ты не можешь со своими подругами? Ты все равно с ними соберешься, в том-то и дело. Они соберутся там в Щекере, посидят, поболтают и разойдутся. Они же могут это сделать, то есть красиво, они могут там в рамках своих возможностей что-то традиционное надеть. Как будто бы это не сильно затратно. Просто поговорить, пообщаться, повспоминать там какие-то истории личные, и параллельно с этим там просто соблюсти минимальную там традиционность, которая в современном обществе... Популяризировать надо это. Вот. И должен быть человек, который это будет проводить. Не-не-не, девочка же. Ничего, какая-то тизешка. Кстати, Усне Ханум вела, как-то я помню. Вот такой человек, который в базе, в информации расскажет, что делать, а также никто не знает и никто не будет читать книжки, как это проводили. Да. Если захотят заморочиться, они должны сказать, а кто этим занимается? Вот человек вам поможет, к примеру. Да. То есть, если создать спрос, предложение сразу появится. Ну вот у карачаевцев на свадьбе мне, например, не хватает чего-то вот какой-то такой детали, которая бы показывала вообще крымско-татарскость свадьбы. Да, чтобы можно было сразу сказать. Вот у карачаевцев есть ау-алга-надет, они платки с невесты снимают. Это по всему этому есть. Ясахграмму, Ютубу и всему прочему. Все эти церемонии, у них танцевальные ансамбли этот адет, специально выезжают именно на этот адет.
То есть у них невеста выходит там в несколько слоев платков под определенную мелодию, вот эти артисты, ну, естественно, это уже артисты, с нее эти платки снимают, и вот потом она является народу уже в этом, в своем образе свадебном, и этим, ну, я не знаю точно, но, насколько я понимаю, открывается вот именно часть свадьбы, где жених с невестой уже присутствуют на церемонии. Ну, почему? Вот это же красиво, людям у нас нравится. есть что-то такое? Ну, Хоран, который танцевать не может. Хоран, честно говоря, это самое больное. Я вот уже я за эти 2 недели 10 раз, по-моему, сказал, что хуже всего люди умеют танцевать хоран. Хуже всего. Так это и не танец никакой. То есть они, музыканты играют какую-то джазовую непонятную штуку без ритма, а все максимум, что могут сделать, это сцепиться в руки и ручеек водить, как в детском саду. Вот так неловко смотреть друг на друга. И потом они уже ждут, когда же будет 7 восьмых, потому что на 6 восьмых не играют туарджины, на 7 восьмых играют, и они наконец-то смогут руки поднять и хоть что-то поделать. Да, кстати, насчет джазовой темы, ты сейчас так сказал, мне буквально на свадьбе недавно подходит такой, хоран идет, ну, а я настолько уже привык к тому, как играют музыканты, да? Для меня, да, хоран, мелодия-то хорана, а чувак подходит, что это, говорит? А я такой, ну, что? Он говорит, что они играют? А там как раз саксофон. Да, в момент. Я говорю, в молодости. Агам хоран. Он говорит, да это джаз, какой хоран. И я понимаю, что он хочет сказать. Так ритм же сломан, танцевать не получится. И равносильно, знаешь, еще был момент у меня, допустим, женщина в очереди стоит на свадьбе и говорит, короче, кокос хайтармаса, и все хорошо. И она идет лепить, кокос там, раз, квадратик сыграл, аккордеонист, и потом ушел там, Болгария. Ну, опять же, и ушел, и она раз повернулась такая, типа, что-то там машет. Я говорю, что? Для меня же кокос начался, все, я дальше не вникаю. Пошла, отдала деньги и села. Я думаю, надо разобраться. Подхожу, говорю, а там Джана Загдама, не Олда. Он говорит, я же тебя попросила кокос, говорит. Я говорю, а что играл? Кокос играл. Он говорит, 2 квадрата кокоса они сыграли, потом они начали, говорит, импровизировать какую-то балканщину. Говорит, и она музыкант. На классе рассказала. Она на фортепиано где-то там это что-то... 2 квадрата, это уже не продавец. Один Аблякимага, который ничего не смог сделать. Вот, да. На все свадьбы. То есть потребитель перестал быть контролирующим органом. Он просто, чал, Зурнан, что хочешь представь, делать. чтобы я подошел к музыкантам, так, 2 квадрата, 3 треугольника. Вот на тех записях, которые у нас сохранились, где мой прадед 24-го года рождения, он там музыкантам руками что только не командует. Во-первых, ему надо было агрова однозначно, он не знал, как можно выйти и не начать с агрова. Вот он... Вот эта традиция, кстати, старики. Вот он оттанцует свои 3 минуты, как положено, и потом начинает музыкантам показывать. Давай. Вот так. И они начинают потихоньку, не так сразу перешли, бах, и сразу на тэп, туп-тап, чтобы этот там улетели. Потихоньку начинается развитие мелодии, как в любом драматургическом произведении, от медленного к быстрому. И потом он мог еще, если он не натанцевался, он мог им сказать, а теперь замедляемся. И опять агрова. Ну вот, потому что человек знал. Ему 20 лет было, когда депортируют, конечно. Не просто так, значит, это потому что есть такие дедушки, которые заказывают вначале агрова, переходящие на хайтарма. Это то же самое, что заказать протяжную мелодию с баглама. Одного без другого не бывает. То есть надо сначала показать стать грацию, а потом перейти уже на темп и на какой-то... И не сильный темп, да? То есть умеренный. Не сильный темп, да. У нас же умеренный. То есть вот это вот взаимодействие танцора с музыкантом, оно все, его нету. Между ними глухая стена, и в лучшем случае там ведущий, если что-то уловит, там музыкантам может сказать. Раньше это все руками, всем чем, глазами и всем чем только можно. Все разбирались, что ли? Ну, это же как бы знание. Представьте, вы родились, у вас есть отец-мать, которые как-то проводят свой досуг. И вы с детства, если вы мальчик, наблюдаете, как отец ходит на свадьбы, на мужские посиделки, что он там делает, как он танцует, что он там какие мелодии есть. И вы потом вырастаете, и уже сами, когда окрыленные, вас он еще и поправляет. Говорит, Балам, вот это вот так не делает, это немножко неправильно, у нас так не делал никто. И ты такой, хорошо, я этот. И женщина то же самое. А что получилось после 17-го года? Значит, вот это мы все отменили. Что эти деды могут знать?
и бабушки, они ничего не знают. Сейчас мы вас научим, значит, будем ставить постановки, где Муллакай падает с минарета прямо на сцене. Будем такие постановки ставить, значит, сделаем танец работниц на сборе Крым-Розы и вот этого вот всего. И после этого людям буквально вдолбили в голову, что каждый из них идиот, им должен прийти со сцены и кто-то рассказать, как надо танцевать, что надо делать, потому что все, вот этого передачи из поколения в поколение, его не существует. Его просто нет. Люди, которые родились в Крыму, не передали знания своим внукам и правнукам, потому что совсем другой процесс происходил. А на Кавказе этого не было. Поэтому они более-менее... Там я иногда читаю комменты. Почему написано, что это ингушская лезгинка? И там этот... Они между собой даже там спорят. 300 лайков. И это не ингушский ход. Вас кто научил так скакать? У нас так по-ингушски не скачут. Вот уровень, да? Ну, слушай, человек, они вынуждены разбираться. Я смотрю, мне вообще все равно, я ничего не понимаю. Где ингушский ход, где лакский ход, где что. А они там, извините, целую баталию развернули. Они говорят, вы вообще где видели такой ингушский ход? Ну, кстати, вообще... фраза вот эта есть же, главное ашхма. Слышал ты, Аметик? Ашхма. Но... Вот это вот Тайфалардан. То есть они любят умеренную музыку, и это наша музыка. То есть сейчас мы привыкли тапур-тупур, быстро-быстро. А вообще она умеренно. Но под этот тапур-тупур люди и не могут танцевать в итоге. Кто такой темп потянет? Не, понятно. Потом начинается больше светопредставление, а не хореография. И они больше верить в себя начинают. Там уже, да, там уже на последнем издыхании. Так, а вот этот обычай с петухом, который, был, он вообще на каком этапе свадебном появлялся? Он же в начале свадьбы был? Кураза телидлер заранее, то есть его надо было приготовить. Да. Вообще вот эти вот, они, конечно, не возрождаемые, но вот эта вот свадьба, которую я слышу от стариков Карасу-Базарского района, я просто бы хотел это хоть раз увидеть. Во-первых, ведущему, вот если ты выбрал Картагаса, то закрой рот. Это главный человек на свадьбе. Все, да, полномочия сдал. Если Картагасы тебе не сказал, что пора кушать, и ты такой весь оборзевший взял со стола конфету, тебя поднимают при всех, дают тебе пинок под зад и выкидывают с посиделки. И вернуться ты можешь только если ты принесешь там... С подарком. То есть надо что-то положить за свое поведение. Иначе ты просто не зайдешь, тебя никто в свадьбу не пустит. Раз не умеешь себя вести, он там... За дверью постоишь. Вот. Потом, значит, вот это вот... Ты не работал Харта? Нет. Жест просто очень... Потом, значит, идет заказ мелодии, все слушают заказанные мелодии, либо встают парами мужчины, танцуют, там лепят деньги. И в конце Картагасы, вот сидит там мужчина определенное количество, он выбирает этого гостя, который лучше всех сидел. То есть там, которому не было замечаний, который там тертоп низам, там аккуратненько, все делал как положено. И достается вот этот табак. На табаке куча курабье, сладостей. У Кураза в деньгах купюра. Это не только Кураз. У Кураза в деньгах еще, в клюве еще деньги. И, значит, говорит, вот такой-то человек, вот Бугун Куразын казанды. Это уже 2 часа ночи, глубокий этот. Они уже отсидели, натанцевались, все, Хуран тептилер. И этот человек, значит, как награжденный грамотой на школьной линейке 11-классник, он, значит, перед всеми встает, ему этого Хураза вручают, он его поднос на голову ставит, и вся свадьба идет не жениха с невестой провожать. Жених с невестой вообще изначально на свадьбе это второстепенные лица. У них все главное, чтобы они вообще были. Все остальное это не важно. В общем, этого человека вся свадьба сопровождает до дома. Ну, тогда все жили в одном месте, удобно. Да. И музыканты идут и до посинения, до самого дома играют ему мелодию. То есть за то, что человек вел себя нормально. Вел себя хорошо. Вот так, получается, Народный институт выкидывал со свадьбы элементов, которые не в состоянии нормально себя вести, и поощрял этот. Вот Мудаиф Ага, кстати, нам рассказал, что это уже он был взрослый, это уже это уже в Узбекистане было. Он уже был взрослый, и вот он заслужил Хураза один раз. Так получилось, он сидел на свадьбе. Это была гордость, да, в принципе? Конечно. У него даже расцвел, когда он об этом рассказывал. И говорит, был там, говорит, один, он стал, говорит, возмущаться.
ақы не мол, это, ему картагасы, конечно, его на место поставил, сказал, я тут решаю, кімнің ақы дугуль, давай рот закрой, и все, и сиди на своем месте. И ничего, вот, повели человека торжественно процессии за его вот поведение. Интересно. Ну, вообще, если говорить о том, что вот как можно, скажем так, заменить эту традицию с тортом, ну, понятно, она красивая, там выходит, танцует иногда не танцует. Ну, вот, опять же, та же традиция с кофе, по-моему, неплохо можно было. А почему бы красиво не сварить объявлять его. о том, что каве вахт кельде, Ну да. играть определенную Классно мелодию и разносить кофе? То есть, если красивый кофе подать, ну, нормальный кофе. Ну, и как лучше, чем... Начинали с разбавлен. кофе. Были такие пару мероприятий, что хотим начать с кавиден. Ну, вообще, вот Да. как бы я эту кофейную культуру изучаю, и две абсолютно имеющие место быть. То есть в начале еды и в конце еды кофе пили. То есть в середине никто не пил. И как бы думаю, что это нормальная история. тоже. Опять же, знаешь, как раньше, типа, эркез ашадама, и здесь краешек оставляют горячих блюд, а тот краешек убирают, потому что вот эти мужики должны дальше отдыхать, Мгм. а тем уже хочется сладкого кофе. Мгм. Тут тоже как бы кому-то этот кофе и даром не нужен Ну в да. конце свадьбы. Опять же, все. Ну, мы же говорим про какую-то традицию. Ну Все-таки, ну, мне кажется, что все равно хочется показать там всем, что, ну, как бы, ну, мы принадлежим к чему-то. Да. Если, допустим, мы приходим, ну, я был на русских свадьбах, и я прекрасно понимаю, как они выглядят. Но они тоже торт режут. Я, кстати, хотел отметить то, что ты сказал, допустим, конфету Алла сакласын возьмет, пока не начнут. Да. Вот это у нас еще осталось? Нет. Ну, сколько я был свадьбе, никто долго не ждет. Все уже кушают. Ну, Не по-разному. все равно. Еще Ну, как-то есть. еще, да. Как-то Я стыдно. пользуюсь Как-то случаем. стыдно. Да. Вот даже этого проекта, вот за эту традицию мы сказали, хотя бы ее тоже не потерять, потому что, как ты говоришь, что уже в основном, да, если собираются гости как минимум час-полтора, еще как бы хочется там и водичку выпить Это, кстати, хотя тоже бы. проблема. Это проблема, но хотя бы час, вот он все равно ни туда, ни сюда приблизительно собирается у нас народ на свадьбу. А долу аваса – это для того, чтобы дать официальный старт свадьбе и начать трапезу, да, грубо говоря. Поэтому после того, как долу играет, выносят горячее. А люди уже начинают, да, в самом начале кушать, есть салаты. Я видел таких людей. Это, ну, или это какой-то очень богатый предприниматель, которому, в принципе, все равно. Он пришел не по рангу, то есть он пришел на ранг нижний, то есть свадьбы. Он вообще может в водолазке прийти, как бы, знаешь, ему он показывает, что, в принципе, он мог бы и не приходить, но ладно, уж пришел. Вот он может открыть спокойно, выпить, то есть ему все равно. Но я к своему, как бы, да, счастью видел, что презрение других людей, то есть они, ну, понимали, что это неправильно. Я тоже считаю, что это неправильно. Другой вопрос, что тебя могут позвать к 6, а свадьба там без 15-9 начнется, потому что жених с невестой в пробке там где-то стоит, Да, и что-то это произошло. совсем другое Это дело. тоже проблема, потому что, ну, тут уже, извините, можно вообще без жениха с невестой долго начать, и все, до свидания. Про Куран давайте поговорим, потому что это же тоже такая нормальная традиция, узнаваемая традиция, и любая свадьба, ну, как бы заканчивается Кораном, да? Там, Единственное, что осталось. Я думаю, за Кур'ан ты говоришь, за начальную вот эту стадию, когда выкупается Кур'ан. Кстати, это тоже, да. Да. Кстати, у меня была одна свадьба была, где Куран вообще не был. То есть приехали... Ну, Кур'ан, танец? Нет, Кур'ан. Книжки не Да. было, книги не было. И хозяева не знали, что нужно Куран, ну, выкупать. Ну, это традиция нашего народа, то есть не Я- религиозная. Я был в шоке вообще. То есть я, как Куран, где Куран, а зачем Куран? То есть я удивился, что взрослые люди не знают, что... Сколько я ребенком отвез их в свое время. Это... А она откуда пошла? С Узбекистана? Нет, Это у нас традиция. даже есть фотографии и середины, по-моему, 19 века рисунки, где мальчик на повозке, араба, сзади этот, да, Не, это старая традиция. мальчик Ничего с себе. Кураном, да. Ну, то есть, как бы это... Это же Куран новой семьи. То есть, Да. ну, у меня Назмия Хартан рассказывал, я это помню. Просто с религиозной стороны многие делают, да, как бы свои комментарии. Что Куран нельзя продавать. Нельзя выкупать, нельзя продавать. А Я в тоже- магазине Куран что-то стоит, или мы его бесплатно Бесплатно Это берем. другое.
Это ты не понимаешь. Но как это другое. минимум, хотя бы можно ребенку не деньги давать, а давать подарок взамен. Нет, Ну, возможно, оно изначально так да. и было. Просто с течением времени, раньше вообще с деньгами мало взаимодействовали, и на Да, бартер и был. на ураза там детям могли конфеты дать или что-то еще, когда Мгм. колоп мейкеле. Может быть, но все равно акын бірші бермее надо в Да. любом случае. То есть ребенок там, так и ребенка приобщают и поощряют как-то, да, то есть он может там во главе кортежа проехаться, бала там. Я, кстати, вспомнил одну деталь, что получается, это еще моя картана на зме еще была живая, и она давала деньги за Коран, или она рядом стояла. Вот такая была история. И там, значит, сидел парень, и у него на руках сидел маленький мальчик, классическая история. Тут начинают давать деньги за Коран, и этот парень начинает торговаться. Типа, вы мало дали туда-сюда. И тут бабушка моя как прошлась по нему, типа, ты что, типа, цены устанавливаешь на Да, это да, мероприятие? Ну и тут я понял контекст, что сколько дали, столько берешь молча и Гоголь, уходишь. да. просто. А для кого-то это игра слов, как вот торгуются за Как невесту, шабаш, да, тоже, типа? да, нет, побольше дай, да, поменьше, вот и так это, вот кто-то вот так может поиграть. То есть, понятно, Ну, именно Уран, с Фиат и Хураном, Йох, вот я именно с Хураном, я этот контекст, будучи ребенком, я это уловил. То есть она сказала, что цены не может быть. как сколько подготовить дали? ребенка. То есть же есть такие же инштечки, которые балан, там вот эту символку. Меньше. Так, а это взрослый Чтоб не говорил, брал. это не ребенок говорил. А, это именно- взрослый взрослый, подсказывал. конечно, это нет. Ешелик Бернес говорит, ешелик. Нет, Бала порадуется вот тому, что Да он вообще не любому. отдупляет. Да, Маленький же. ему Не, дадут, он порадуется. Я в 15 лет, по-моему, сидел на ногах у кого-то. Да, ну вот. Да, взросленький был. Экономическая сторона вопроса. Что такое? Строиться надо было. Да. Да. Ну, то есть, Короче, вот. Да. да. Традиция Вы про, Хуран. про Хуран. Теперь Да. про танец. Про А танец. теперь про танец Хуран. Ну, вообще, как бы Аллах Ашкур, у нас эта традиция, она жива. И я не знаю ни одной свадьбы, Одна из которая бы немногих, не да. закончилась вот этим вот танцем последним Хураном. Да? Кельная Хуран Тупейк, как бы, Тепейк, это как бы база. Но вопрос вот в том, как он проходит, да? Никак. Никак. Потому что вот мне кажется, что вот эту базу, как он проводится, могут делать вот ведущие в том числе, Кстати, обладающие знанием. 4 давай шага бы начнем, выучили. откуда эта фраза. Хуран? Есть два варианта, мы с Исой спорим. Два говорят варианта. забор, а говорят хоро, хоровод. Короче, не Короче, вы тот, попали. не тот, Да не этот, ладно. да. Ну вот у нас книжка вышла на правах рекламы. Показал, Я кстати, показал, да, показал. я Хуран видел, Дефтера. но не читал, конечно. Слово «Хуран» к нашему нынешнему повседневному языку не имеет никакого отношения. Оно имеет отношение к словам «хор», «хоровод», Да. турецкий «хорон», грузинский У «хоруми», всех. болгарское «хора». Когда-то в древнегреческом языке было слово «хорос», которое обозначало танец, любой. Мгм. Слово «танец» немецкого происхождения, а вот это греческое слово «хорос». Помимо этого обозначало группу людей, от чего произошло слово «хор», собственно. Хор поет. Вот это вот слово 2000 лет от древних греков до нас дошло в форме хоран, и мы им на сегодняшний день пользуемся. Мы и вот на той стороне Черного моря, турки, хорон. Одно и то же слово, просто чуть-чуть фонетически разное. Вот, собственно, вот такая вот, это от византийской традиции, видимо, нам досталось. Это вообще хоровод, вот этот вот именно, конкретно этот. Вот от этого слова произошло слово хоран. Наш народ очень любит народную этимологию, еще третий вариант. Там вот недавно мне кто-то из старших заявил, что хоран это от слова хоранта. Я говорю, конечно, версия интересная. Но хоранта слово персидского происхождения, а хуран слово греческого происхождения. Подожди, а вот в кодексе Куманикус там же есть слово Хурон, это танец. Да. Слово, вообще любое слово танец в XIV веке это хорон. Либо Так, ну, хорон. значит, оно не греческое, не только греческое. Понятно, оно из греческого языка вошло в языки многих народов, в том числе и нас. Формат танца, получается. Это танец, Хороводом групповой связан. танец. Не конкретно. Слово хоровод происходит от того же слова, просто в русском языке. То есть изначальное славянское коло под влиянием греческого языка превратилось в хоровод. Вот, собственно, одно старое древнее слово
А Просто у такое... меня один человек говорит, забор, это типа... Хора. Хора, Знаю, япоп, да. и Это текмеге. все так говорят, но никто Ну, я так не именно про говорил, хоровод да, думал. не так не говорил, не писал, это всегда было хоран, либо Мгм. хоран. Других вариантов произношения, ну, там варианты есть, конечно, но в виде хора, то есть забор, сделали из людей забор, да. ну, так себе, конечно, версия изначально. Да. Ну, как бы традиция есть, понял? реализация так себе. 4 шага наш народ не может выучить, просто 4 шага. Ну да. Это очень печально. Не, подожди, что это за высокомерные 4 шага? Ну, надо показать. Ну, Вот показали. ведущий есть свадьбы. Вот он может показать. Ну как... Записали проекты, а ты ж записывал даже ведущему, видео. по-моему, слишком много Ну, функций. вы же знаете, как выглядит хоран. Остались самые-самые на этот хоран. Да, Уже там в 11 свадьбы. часов начинают разъезжаться те, кто завтра на работу. Да, То да, есть да, остаются да, все самые стойкие. Вот они все вялые, сонные встают и начинают танцевать хоран. Кто там будет вспоминать? Есть одна семья, большая семья, ускутская. Так? Вот там, как танцует хоран, нигде не танцуют. Именно правильно. Мгм. Я вел их свадьбы, может быть, там 5-6 раз за свою жизнь. Там вообще вот именно настоящий хоран у них. Мгм. Вот это вот бомба. Ну, круто же. Бомба. Просто в основном я видел таких недоумевающие люди, которые встают в этот хоровод. Люди они вообще не знают, что с этим делать, делать, да. не знают, что с этим делать. Но опять же, может быть, какой-то мастер-класс, не знаю, какие-то вступительное слово какое-то. Это очень долго. Как можно Времени изменить? же Долго, нету, да, это? лимит же на свадьбах. Я не знаю, вроде бы народ стал очень танцующим. В миллион ансамблей ходит. То есть там Это ребенок дети ходят, а Ребенок нашего с поколения 4 не лет, ходит. с 5 лет куда-нибудь ходит. Если он куда-то не ходит, то он какой-то странный. Ну, почему до сих пор не переломилось вот это вот? Ну, во-первых, их в ансамблях особо хоран не учат. Вот тоже, конечно, это... Ну, подожди, это же поколение, оно еще растет. Ну, мы говорим про 30. Извините тем, которые когда-то, вот эти первые, которые начинали там с 7-8 лет заниматься хореографией, им уже за 20 лет. Они уже сами Мгм. женихи и невесты, да. А до сих пор, я понимаю, там старшее поколение, но все равно у меня есть большой вопрос, как так получилось? То есть старшее поколение, мы сейчас говорим о людях там 50+, да, которые родились в ссылке, Мгм. родители которых 100% родились в Крыму. У меня 40 плюс тоже в ссылке родились. Не, понятно. Я Мгм. вот и старшее поколение, Мгм. люди 40+, пока не записываем старшее Мгм. поколение. Хорошо. Вот Цау. как так получилось, что вот эти вот родители, которые Тхуран знают все, Мгм. каждый ребенок, который учился в Крыму в школе, знает Хуран, потому что учителя с ними танцевали Хуран на переменах. Каждый ребенок просто знает. И вот это поколение, которое родилось 49-й, 50-й и вот 50-е годы, оно вообще нифига не знает, что с ним делать, с Мгм. этим Хураном. А после них пошла череда. Не знающие, не Они, зна- кстати, и не выходят танцевать. Молодежь выходит на хоран. Они вот все не знающие породили не знающих, и сейчас вот после 2000-х годов родилось то поколение, которое уже Хуран учит. в Я знаю, ансамбле. что говорю на свадьбах. М. Я говорю, уважим молодых, проявим уважение и выйдем в центр. То есть я Ашлан Урмет и дублирую и на русском, и на татарском. Я говорю, этот танец Выходит? должны танцевать все, кроме карбабашек и биташек. Мгм. У них ноги болят, у ларын тыми. Это Мгм. шкалар. Ну Классно. вот как-то вот обходить эти моменты хотя бы, Это, чтобы это выходили, хорошо, потому что в основном молодежь выходит. Ну, и просто так ходят по кругу. 50 плюс они такие, типа, ну мы уже, они уже с куртками вот так стоят. Вот. То есть они уже машину прогревают. То есть, Это жены с куртками стоят, ну да. а мужья еще без Да, курток да, да, сидят. да, да. Ну, конечно, говорю, вот, то ли у нас народ отвык вообще от хороводов в любом виде, потому что, ну, как бы, Ну, это генеральная линия на 7/8 кайтармушки. Ну да. И, ну, взять соседей наших, ближайших, через море, там, не взявшись за руки, не сможешь танцевать вообще. То есть там халай за руки, хурон за руки, там Причем все. не только возле, ну, там много кто так танцует. Турки, греки, болгары, Азербайджанцы. македонцы, у азербайджанцев ялла есть тоже, кстати, ялла, тоже общий танец. Чисто мужики танцуют. Да. Да. То есть у людей есть вот эти вот хороводные танцы. Мы как-то что-то люди не знают, как вообще друг друга за руки взять. Не то, Ну, что там, стесняются же, не или то, как? что там как-то танцевать. Ну вот непонятно. для Неинтересно людям. меня. Неинтересно. Хотя бы так, Барлиганы Костермеге Чкалар за компанию. Все, короче, за 50 лет
последние стали индивидуалистами. Хотя Медат Халилов целый передач уже, там несколько выходов у него было, что касаемо этого Медат танца. вот придет к нам со дня на день, он вообще должен был сразу после Турции прийти, но там у него Ростов, в общем, у него график, я вообще не знаю. Машалла. Откуда у него столько энергии. И вот еще последний вопрос обсудим с вами, вот просто я не могу его не затронуть. Вот у меня есть такое ощущение, что вот свадьба в палатке, да, она имела какую-то душу, вот знаешь, вот как вот это реально была свадьба. Вот у меня такое ощущение, потому что вот эти залы, они как будто бы обезличивают вообще все. Мгм. У нас сейчас даже и дуа уже, я смотрю, в залах проводят. То есть для меня дуа в зале, в ресторане, вы что, серьезно? То есть как будто бы это такая личная штука, да, где должны быть прийти там домой, там какие-то родственники, какой-то... А тут уже и в зал... Мне кажется, что мы такими темпами, у нас скоро и джиназе будут, я извиняюсь, вот выездные. Понимаешь, как вот у других наций, да, у них, они уже с горем, они вообще уже не соприкасаются. У нас там, сегодня поминки, говорит. да, там тело просто куда-то там отвозят, подвозят, то есть люди даже уже не горюют, понимаешь? И это тоже тенденция, между прочим. Да. Они не сразу к этому пришли. Да. И вот поэтому у меня вообще последняя свадьба, которую я снимал, она была в палатке и была элеал, то есть не пьющая. И это была очень крутая свадьба в Судаке, там, в каком-то маленьком селе. И вот, Абляс, как ты считаешь вообще? Ты много чего... Я понимаю, что для тебя там пыльные туфли, как бы это, ну, не очень красиво, там все. Но ты сам как вот к этому вопросу относишься вообще? Тяжелый вопрос на самом деле, потому что не только вот в палатках, да и в жизни в целом, да, допустим, жизнь у людей. Раньше без приглашения ехали в гости, без звонков. Не было там, давай закажем быстро пиццу и так далее, да. Гости приезжали, так, а пан Создан раз, приехали с утра, и все, ты побежал за картофелем, за мясом, за капустой, там дымлама, казан, очаг. Родители там что-то разговаривают, ты тут суетишься, готовишь, та же тизешка в гостях картошку нарезает. Даже гости, да, это я даже к свадьбе не подвожу еще. По-другому было. Не так, как сейчас. Лявер, мы к тебе едем, все, у тебя кофе, все готово. Не, можно накрытый. приехать. Да, можно приехать, кстати, Не да. едем, а можно приехать. Да, Жена как? Настроение у жены как? Да. Саума, нормально все? Вот. На 20 число Голову следующего помыла месяца. сегодня? Поколение другое совсем. Я не знаю, ты хорошо этим интересуешься, машалла. Но вот твой возраст, это уже другое совсем. У них и понятия другие. Я думаю, наверное, вот так вот Апан Создан Кельмеги Муса Фарлике, будучи тех годов и женатым, это, по-моему, сейчас уже будет редкость. Так же сама свадьба, да? Свадьба готовится, ты всех приглашаешь, все ждут эту свадьбу, а мы близкие, мы приедем пораньше, за день, за два. Конечно, все душевнее было, все проще было. Во-первых, не было таких прям бизнесменов, у которых, да, там, сам на себя работаешь, все понимали, что надо какие-то выходные подобрать, приехать. А сейчас ты занятой, у тебя дела, ты приезжаешь впритык, конечно же, еще и на свадьбу на час, на два опоздаешь, потому что ты занятой, у тебя работа. А раньше по-другому было, на самом деле, душевнее, интереснее, но это другое время было. Опять же, ты сейчас соберешь кого-нибудь, как там раньше строили же дома? Хашар. Ну, Да, хашар, говорит. Кого ты сейчас соберешь? Только близких друзей максимум скажешь, и то есть у них есть время. Время проходит, все становится современнее, и даже те свадьбы нами сейчас управляют рестораны, потому что хозяин-барин сказал до 12, значит до 12. Ну, конечно. Там. Мы ничего не можем сказать. Тебя это устраивает. А быстро отстреляешь, 5 часов, свадьбу сделал, все, он там, адамларын кордом. Где тот кайф, когда, да, там, до 2, до 3 часов, потом на полу спать, проснуться утром, чебуреки покушать от невесты, кавены, чмеги, и только потом уехать. По-другому была атмосфера. Хочется вернуться туда, но, опять же, современное время. Вот я захочу делать свадьбу в палатке на сегодняшний день для сына, чтобы вот так по-домашнему было. Но я не захочу же в пыли сейчас сделать. Я не захочу напрягать своего братишку, там, вот все на яхчу ложатся. Не захочу напрягать тизешку, которая раз в 5-летку люляшки делает, жарьте люля или готовьте, как умеете. Я же тоже захочу, чтобы у меня было хорошее блюдо, там, накрытые столы. То есть мне надо заказать
поваров отдельно, заказать шатер красивый, который вот есть выездной, белый, да, к примеру. Да. Заказать официантов, команду. Кейтеринг называется, да, это модным словом. В 3 раза дороже, короче, будет. А это в 3 раза дороже. Шен, допустим, на правах рекламы, тоже Ну, выезжает. вот Сарабузе белый, красивый шатер. Ну, по На такому улице. принципу. Это же не Уличный, дома, уличный, а вот уличный. такой шатер есть в аренде. Да. И тебе свадьба на человека не в 3 500 выйдет, а в 10 тысяч на человека. Конечно, кто это потянет на сегодняшний день? А по-простому сделать дома, во дворе, у меня, кстати, недавно один, чуть-чуть старше меня, наверное, вашего возраста, парнишка говорит, вот я специально буду дома делать, вот чисто. Я говорю, вот так вот, в пыли, в огороде. Он говорит, ну, все для этого организую. Может, там финансово, если ты позволишь себе это сделать, ты организуешь, там, ковролин же начали стелить в Улицу последнее перекрыть время. надо. Улицу или на асфальт, у нас асфальтированная улица, у нас будет на асфальте Хасеве Чекмин, да? Вот, может быть, по кайфу, но это тяжело сейчас будет так сделать, чтобы как бы и по-современному, ну реально, ты захочешь в огороде танцевать? Я в теплице свадьбу снимал. В реальной Нет. теплице. Где каблуки проваливаются. Какие каблуки? всё проваливается. Детям сделать, я имею в виду, ну вот на сегодняшний день, Я да, в этом плане прогрессивный. Я скажу, Балар, зачем вам свадьба? Давайте в Европу повсъездим. Давайте вместе в Европу. вместе, да. Не, ну я, наверное, я буду располагать, наверное, вот залом. То Зал есть, это практично получается. во-первых, я скажу, культура нашего народа, хоть у нас там ограничения в залах, все равно повысилась благодаря залам. Люди знают, что здесь есть вилка, здесь нож, тарелка, салфетки. Ну, Гадарлык тоже. Дома же есть тоже эта вилка. Раньше, М. когда вот мы резко перешли на залы, там самый первый зал Айше, Матис, Айше, Шахерезада. как это, гавлах называется, то есть оно постепенно пришло же, сейчас же нету драк, да, там говорят, драк без драки, потому что все равно более-менее начали люди быть цивильными. Да. Знаешь, даже когда вот в палатках я застал свадьбы, они были проще свадьбы, потому что люди по-настоящему отдыхали, Да. отрывались по полной системе, как они умели, а первые свадьбы в ресторанах были мана. Ну, ты заходишь, там Не- плитку одну увидел, уже все. Да, да, то есть, но сейчас они уже более не скованные, открытые, но в любом случае, как бы, все равно ресторан – это ресторан для людей. Ну, это же тоже как будто бы как подиум. Там ты показываешь себя, там, платье. О, это там. 100%. Это как вот, знаешь, Как в одном, неделя моды. в Там одном нужно... азербайджанском меме там гостей показывали, и одна женщина там, она, значит, вот так руками трясет, и там написано внизу: показывает, что у мужа алш-вериш хорошо идет. Так и Алвер они говорят. Алвер идет. Вот примерно это мне напоминает иногда, честно говоря, это все. Ну да, а тут в палатке все в куртках, как бы непонятно, кто из них может, кто не может. Да, и у жениха там пиджак от кого-то на 3 размера больше. Ну, это... Ну, все-таки, когда проще, душевнее получается. Но так никто не захочет сейчас, как было. Еще А бывает вообще, душевнее. Сейчас вообще нет, да, палаток? Вообще Нет, нету? Есть почему? же, В да? том году я работал в Ленина. Ну, Я никуда не торопился. Я знал, что гости дойдут до пика, и они, то есть у нас там до 12. В час свадьба закончилась. Но было так весело в Ленина, в тех краях. У меня это видос последний был. В позапрошлом году Сейджи где-то работал, и Саня. он снимал, Да, да. и я снимал. Все снимаем, вот, потому что, кстати, людям это заходит как контент. Люди это это вспоминают. уже что-то новое, реально, ну, Да. забытое новое. Ну, забытые старые Как? становятся Мы новыми. вот с Дистаном работали. Я кайфанул, Да, по никуда кайфу. не торопился. Да, эти узкие скамеечки, тем более для меня, допустим, да, к примеру, там одноразовые стаканчики, ну все по кайфу. И я тебе скажу, ту свадьбу, которую я работал, те люди могли себе позволить зал. Но там было именно конкретно решение от папы, то, что мен истеем евдей yapmağa, азбарда yapmağa. Ну, прикольно. Классно, душевно, да, по-своему. А вторая сторона уже была в этом, да? Я приехал, Кристалле. да, у них
Подожди, да, по-моему, где-то в ресторане была вторая сторона, если не ошибаюсь. Невеста может, потому что... Я приехал жених. же тоже заранее. Опять же, если я временем располагаю, я поехал пораньше, вот эту атмосферу, Да, как тоже казаны кайф, кипят. да. Мне интересно, там, зашел домой на кухню, мне кавея налили, все как полагается. Ну, а на свадьбе здесь в банкетном зале, ну, приезжаем там за час, бык-бык-бык-бык, 12, так, закончили. Если всё. музыкант опыта, еды уже нету к этому Кстати, времени. по сезону, да, по сезону вот ты говорил то, что уезжали на гастроли. Это вот и возраст и Пикчиевых застал, то есть и шелядинцы, те, которые постарше поколения, они говорят, мы, если свадьбу все начинали, все, вот даже, казалось бы, сейчас современный мир, 1000 рублей бензин в любую точку Крыма, и у каждого машина час туда, час обратно. Раньше по Крыму они так даже машин не было, они вот уезжали, ночами не спали, не спали, говорю, не приезжали домой после свадьбы, они оставались там, вторая свадьба, вторая страна, потом Чагыртой, потом на другую, и вот так вот месяц, 2-3 мы, говорит, кочевали, домой никто не ехал, не было ни бензина, ни возможности, и смысла было нет. Это мы сейчас отработали час езды и вернулись. Но я помню, вот в 2009 году у нас свадьба была, я начал снимать в 2008. Я помню, я тогда с Гунешем разговаривал, они были вообще на печайшем пике были. Пик. Он говорил, что ну, у нас 40 дней подряд свадьбы, без выходных. Вот 40, да, вот я посмотрел, 40, понедельник, вторник, среда, вот так вот. Хотя вот Я здесь двоелика. Кто-то говорит, типа, Буза-Мандашем, да вот в это время, смотри, и в понедельник делают. Раньше только пятница, субботы же были. Нифига. Нет? Ну, я застал понедельник. У меня было 5 дней подряд свадьбы оператором. Да? Конечно. Это 2009. 9, 10, 11 года. Полно было свадеб. Наоборот, у меня даже такой прикол был, что вот у меня как-то родители даже в одном октябре 5 раз на свадьбу пошли. То есть, ну, просто полно было. Машалла. В Не-не, этом году... Как раз-таки сейчас меньше Трэш. стало с вами. Трэш с чем связан? Да, и в прошлый год, и этот год, и следующий, иншаллах, если ты начало Много колса, свадеб? просто нереально. Все работают, всем хорошо. Классно. Все женятся. Залы, все работает, все очень хорошо. Я не знаю, я в этом плане, конечно, горжусь народом, то, что, машаллах, халкамза, как бы там, диджей, не диджей, музыкант, то, что мы обговорили, делают свадьбу, рождаются семьи, главное, чтобы жили, рожали. Это самое главное. Сколько детей нужно? Я думаю, аздан уч бала керек Курантага. Аздан. А асылда айталар, дорт кутарар, ну, как минимум. Они цены вообще видели, кто-то говорит? Не, ну да. РСАХай на 5-го пошел. Машалла, я в тот Да. день увидел, обалдел, Кто? конечно. Протахов, Машалла. Бешенджи бала. Красавчики. Да. Надо газовать. Конечно, нам-то легко это говорить, ну, мужчинам. Сен Эвледе Гельсен? Йох, да. А что легко нам не легко? О чем? Мы тоже в той же лодке же плывем. Ну, мы потом, когда появляются, потом в той лодке плывем. Все это финансировать, да, иншаллах. Поэтому все думают, конечно, об этом, но надо стремиться реально. Мы вот после свадьбы, о свадьбах говорим, вернулись к семейным ценностям и говорим сейчас о детях. Ну, это же... Как есть финалити, да. Да. Салонс, Балар. В общем, мне кажется, что я лично для себя что-то тоже понял. Мне было интересно его послушать, Да. я потому что не вникал, машалла, то, что интересуешься этим. Во все надо вникать, 100%. это точно. Вообще везде должна быть какая-то научная база небольшая, не слухи, домыслы, а нужно разбираться, вникать вообще во все. И тогда получается, как будто бы даже интереснее становится вообще что-то делать. Потому что когда какой-то карт сказал, там где-то в каком-то 67-м году, и вот люди так вот повторяют, а это получается, ну и уже как-то устаревшая информация. Поэтому надо интересоваться, и на самом деле я думаю, что люди определяют облик того, как все выглядит. Начиная от свадьбы, дуалар, неважно что, смотря на людей, мероприятие получается такое, какие сами люди, по сути, да. Но то, что свадьбы, конечно же, ну, как бы, они реально развиваются, реально вот этого вот драк этих нету. Ну, я, честно говоря, сколько свадьб снимал, у меня ни одной свадьбы не было драки. Вот, Мне кажется, преувеличена эта история. с драками? Отец мой говорил, что без драки свадьбы не бывало. Ну, это, опять же, к тому вопросу о контролирующем органе. То есть, когда какого-то хама надо выставить, а он сопротивляется, вот, наверное, и была драка. Да. То есть, Ну, то просто по-разному. так это, Хозяева вечера. То есть у нас вот если были у меня драки, даже некоторых я участвовал,
не я инициатор, да. Но я всегда знаю то, что я, будучи трезвым человеком, я буду прав, да. То есть обычно драка с кого начинается, кто немного себя не контролирует в этом плане, да. Но если есть адекватный хозяин вечера, который говорит: о, все, надо его вытаскивать. То есть он понимает, он знает, читает. Он знает этого человека, то, что Эрберт Тоин Бозган Сою, да, к примеру, его сразу убирают. Вот это нормально. Но когда хозяева свадьбы на все как бы не реагируют, сколько лепка длится, уже час или полтора, или два, то, что гости уже 3 часа сидят, и общих танцев еще не начались, да, я всегда говорю: контролируйте, или я буду вам подсказывать, хотя бы прислушивайтесь. Сумочка с конвертами, главное, вот здесь. Остальное это не важно. Вот, поэтому надо вот как-то так вот стараться, да, присматриваться. Ну и пьют все равно меньше, Абляс. Меньше все равно пьют. Да, и от Конечно. этого тоже. 100%. Если в наши времена там 5 ящиков водки и все переживали, хватит или не хватит, сейчас, может, 2, если уходит, то это вообще от силы. Потому что свадьбы сократили же до 12. Я думал, люди на какой-то путь встали. Правильно. Это дело каждого, конечно, тут дело такое, Да. но все равно кто-то уже там может там раз, камера, чик, убрал. То есть уже не показывают даже этого, да, к примеру. Да. Ну, Саунс. мы все-таки на этом закончим. Не, мы уже там закончили, это уже А, после Это мы титров. уже просто так это, да? После титров, да. Невозможно просто взять и закончить подкаст. Ну да, не говори. Конечно. Нет, Но место есть, можем еще что-то поговорить. нет, тренд будет все равно рано или поздно на традицию, потому что надоедает вот это. вот. 100%. Что-то новое Все люди возвращаются, как это называется? Корням, Айдентика. истокам. Это сейчас модно называется айдентика. Значит, люди хотят хоть что-то, вот, ну вот, стилизованные серьги в национальном стиле, там, Да, я не хоть знаю, что-то. хоть что-то, на футболке Крым с узором. И в свадьбе тоже будет это. Все, ну, вот это вот будет конвейер, идти, все скажут: ну сколько можно? Ну опять вот это, опять торт, опять вот это. Давайте что-нибудь поменяем. Ну, я надеюсь, что я увижу, что вот эти торты уберут. Не знаю, мне кажется, это абсолютно Мне какая-то очень чужая интересно, кто история. придумал это. Наверное, какой-нибудь изготовитель тортов. Совету Куматана это вышло. Вообще торты кто пек раньше? То же самое, тизешки, Подожди, а в дудушки. советских Не было, знаю, да, вот что-то свадьбах? у На нас советских есть свадьбах две было? записи 97-го года и 98-го. Я что-то не видел там торта. Серьезно? 4 ахчи вот так выносят в конце. Нет, что-то нет. 90-е годы были только так. Квадратный торт. Может, сэкономили Не вот на такой. торте? Фат, ты сейчас говоришь за времена, когда тебя еще не было. Нет, там же запись всей Да, свадьбы. это шутка Это была. я знаю. У меня в 20-х годах тоже не было. Ну, кстати, я не помню, да. А говоришь, как будто был там. Да. Не, ну, машалла, Ну, уверенно, интересуется. уверенно. Видно, что подготовился. А вот это вот, когда, я извиняюсь. Вопрос из зала. Когда отец выводит невесту, это что вообще? А, первый танец с невестой. И почему люди не плачут в этот момент? 2 вопроса. Отец выводит невесту куда? Ну, танец невесты с отцом. А, с отцом? Она с отцом приходит в зал. Да. Нет, ты по какую говоришь? Это церемония. На церемонии выводят. На церемонии отец выводит Это невесту. American style. Нет, Это ой, они- даже они сейчас танцуют же ж вместе. Это по желанию. Не все Не, ну танцуют. сейчас почти все. Ну, это по-моему. в современном мире все танцуют. Невесты с отцами. Там, по-моему, это. Раньше невеста вообще не вставала до Я конца. застал это. Да, У нас так было. шаул Знаешь, ты надень, и ты. Не, всё, ну, не весь- о- Не, ну не до такой степени. Ну, это битам, когда. И я знаешь, как это оправдывал? Когда мне говорили, я говорю, первая лепка, после первой лепки первый танец молодых. И были такие, которые: а как, келенкьев чхаджах, типа? Мы не выходили. Нельзя Это вообще же. что такое? Да? Я говорю, ну я не спорю, я сломал этот момент, но я говорил то, что ну сейчас уже как бы современное все, келенки уже отырмай. И как раз они свой первый танец танцуют и дают, являются первооткрывателями полностью общего танца. И вот так оно и пошло, кстати, на то время. А те года, которые, где родители там женились, ну, даже ты говоришь, да, не выходил? Ну, вот это тоже. Я на своей свадьбе не выходил до последнего. Потому что танцевать не любишь? Я обожаю танцевать. Просто я сидел. Не, ну вот это вот тоже. Сейчас, извините. И плюс я не Сейчас, пил на значит, свадьбе. дочка с отцом, раз. Вот это. Это музыканты придумали. Не, это дочка с отцом, раз. Вот Нет, это же не лепка. Пыщ-пыщ-пыщ, вот эти вот Дым, все. снег, всё. Потом, значит, жених с матерью, 2.
Еще в конце, еще они должны быть... Это отдельно. Еще в конце должны быть жених с невестой. И тоже люди, наверное, сидят, ну, я это просто вижу. Не то, что я там против нововведений, но я это просто вижу. Ну, опять вот это я вот тебе что-то. расскажу, почему это. Это общие свадьбы наши, которые, кстати, становятся меньше. В этом году отдельно делали больше свадеб, чем общие. А то я уже вообще... Да, то есть мы когда-то на АТРе меня приглашали и говорили, типа, хороших толярчок кечем. Я говорю, нет, еще вот ездит там эфир. Да. Для нас это было как бы, да нет, там чуть-чуть общие свадьбы. Потом чисто вот все сбрилось это, и чисто общие свадьбы. Кризис пошел, да. Общие свадьбы. Когда делают, у меня первое, то, что я говорю родителям, вот бабашка один, бабашка второй, и там монашки сидят. Я говорю, решайте, поскольку будете лепить. Тот вышел по 2000, тот вышел по 500. То он задал, да. Сидят. Бахса! Вот разговор пошел. Тот захотел пепси, тот захотел колу. Или тот не тянет колу, а тот хочет там пепси, к примеру. И тут начинается движ. Теперь, а у нас будет танец, я к чему подвожу? Невеста с дочерью, давайте тогда и с мамой пускай потанцуют. То есть, понимаешь? И вот это вот перегонки на общих свадьбах, это просто. И я уже в упор людям, когда навстречу говорю, я вот рассказываю, как это. То, что вы, ну я так преподношу, вы без задних мыслей подходите, с чемодан же вам идет, без задних мыслей берете денежку, идете лепить с чемодана. Люди просто забываются и берут, не, мы приготовим. Я уже заранее говорю, приготовьте деньги, приготовьте одинаковые купюры, чтобы лишних вопросов не было, кто поскольку лепит. Лепите такую сумму, которая с вашим статусом, да, как бы. Вот я не богатый, ну и не совсем бедный. Если б я буду родителем и буду лепить на сегодняшний день, я выйду, говорю, ну максимум, если сейчас по 100, по 200 гости могут позволить, я по 500, по 1000 выйду первой паре, второй паре, ну киллинг, йоге, говорю, ну по 1000, по 2, говорю. Но ни в коем случае я пятерками, это не мой статус, пятерками выходить и лепить, к примеру. А у нас есть там доллары достают, а ты знаешь, где они живут и как они живут. И самое главное, не только я знаю, и люди же знают. Самое и главное, понимают. доллары откуда достали. Вот, кто-то отсюда достает. Поэтому вот эти перегонки создались во время общих свадеб, допустим. Вот. Тоже грамотность разделения. Я просто слышал, как люди делят то, кто купил колбасу, кто не купил, но это общий стол. Это на самом деле хуже нету, реально. То есть у нас не научились делать общие свадьбы, не научились. Вот они с этим столкнулись, для этого надо было год, 2, 3, чтобы сейчас осознанно понимать, что Баллар, лучше на 100 человек отдельно. сделать, пусть лучше будут 2 свадьбы поменьше людей. А 100-150 максимум человек, это вообще для нас идеально. Для всех. Было, для всех. Вот этот халабалах 300-400 человек, это вообще нереально. Поэтому еще хотел что-то сказать. Вот эти вот моменты с общими свадьбами, какой я еще видел? Ну, люди редко бывают одинакового достатка. Ну, редко бывает. Реально. Поэтому общая свадьба, ну, всегда вот эти вот у них разногласия выходят. Там... Во-первых, в очередях. Ну, это... Я даишка, я без очереди. Вот эти на полном серьезе. Так, подожди, вы даишка, тут таких даишек с той стороны, вот все стоят сюда. Типа, тот тому не понравилось то, что он без очереди вышел. Они же друг друга не знают. Я говорю, ваши семьи не знакомы. Мантеки и капулетти. Да, не надо, говорю, так делать. Там, да, меня без очереди пусти. Я говорю, не пойдет. Вот если они пустят сами, идите договариваться. То база, я договариваться, говорю, не буду. Манау керек, мне говорю. Или там ребенка подхватит, я с ребенком, к примеру. Вот эти разногласия немножко начали, я так думаю, поэтому и начали делать опять отдельно свадьбу. И все-таки, мне кажется, что раньше сделать свадьбу на 100 человек считалось как-то, дурным тоном, потому что минимум это 250, там 200-250. А сейчас люди поняли, что, в принципе, свадьбу можно и в малом зале провести, и 100 человек. Вообще, бывают же такие свадьбы, да? Сколько? 100 человек. И 50 бывает, и 60. Вот, нормально. У меня список до сих пор с моей свадьбы. 627 человек. На твоей свадьбе? Должно было, по списку. И я вот так подумал. А пришло 800. Нет, я подумал, делать ли мне такую свадьбу. Я сделал, конечно, как вы говорите, все обижаются. Я сделал чисто родные, двоюродные и друзья.
Есть же троюродный, с кем ты общаешься поближе, чем с каким-то троюродным, который вообще там не звонит. Но я думаю, сейчас того позови, тех обидишь. И так сделал вот свадьба на 120-3 человек было у меня. Ничего себе, ты сократил список. Ну, Где 600, где 100 человек. все равно, блин. Ты чисто мозгами подошел. Поэтому я не решился на такую большую свадьбу. А сейчас свадьба, это уже не в записи, сейчас свадьба что, раньше... Нет, то есть запись идет. Да? Наушники Хорошо. же не сняли. 2200 человек, там 2000, 2200, 1800, это 18-й год у меня, 1800 было, это были нормальные столы от Мудисярага. Цена ты сейчас. То есть, опять же, я не говорю то, что я там ждал от кого-то там этот, но пятерка в конверт, сейчас 3500 В среднем. в среднем. То есть А ты присутствуешь при вскрытии конверта? Да, я слышу разговоры, Ничего себе. как люди ну, пятерку ложили, так и кладут. это тоже не пойдет в запись. Можно я спрошу? Давай. А на свадьбе правда можешь заработать? Кто? Сами хозяева. То есть, вот Ну, как Я не живёшь, стал Рифат? об этом говорить, Как просто я живёшь, не Рифат? хочу То обидеть, есть, потому я что... просто это слышал неоднократно, но я хочу от Я первого... я же намекнул, Рифат, Если на диджея это. позвать, то можно заработать. Я же намекнул, почему самый дорогой состав ставит такую цену. Хаят на сегодняшний день 85 тысяч. То есть они были все время, за вот это поколение, за время моей работы, $1000 брали. Да. То есть они держали марку 65 рублей, когда Халабалах Заман там брали 30-35 рублей. Вот сегодня они подняли на 85, это даже $1000 нету. По ним можно То курс есть- сверять, слушай. По ним можно понимать, сколько в корзине будет в этом чемодане. То есть самая простая, спокойная свадьба до 200 человек по сотке рублей, если будет лепить, это будет у тебя до 100 тысяч рублей. По 100 рублей лепят сейчас, да? Ну, по сотке в среднем и Да? лепят. 100, если, Давно не если был. зелененькие загорят, 100-200. А ты по соку думал? Не, я давно не был, я просто думал... 500 тысяч это уф-уф-уф свадьба. Ну, шикарно считается. По 100 рублей это минимум 70, если 3 лепки стандартные. Максимум там 100-110 тысяч рублей. Поэтому люди, закажу обляза. Сколько обляз берешь? 20. Сколько берешь как диджей и ведущий? Я говорю, 25. 25. Вот следующий год там 30 подняли все по пятерке. И, то есть, вот обляза закрыть, обляз один там, да, я раштырат твой, все, никого нету, я веду и играю, все. Потом фотограф сколько берет, там, рублей 40. Вот уже и фотографа закрыли, шоу-программу, танцоры-мансоры. Вот и все. Они на свои деньги позакрывали вот эти вопросы. И когда мне говорят, конечно, то, что, знаешь, там, поднимайте цену, а как я могу, вот, я сейчас 30 беру, к примеру, а есть составы 5-6 человек, которые за 30 работают. И тогда было такое, да. Вот. Они на нас поэтому так смотрели, как бы, типа, вот, а мы что? У вас другие вообще моменты, у вас же свои, свое оборудование, экраны. Ну, и это там. же никто не считает же. Ну, это. есть же все равно вот это негласное правило. Ну, по крайней мере, у меня дома пока было много свадеб, оно было. Садилась там и считала. Так, нас пойдет столько-то человек, сколько в среднем надо положить в конверт. Вот это вот правило, оно же работает? То есть По-моему, нет. не работает? То Не есть работает. люди могут, в принципе, не думать об этом, положить Расскажу меньше, так. чем расходы? Расскажу так, вот смотри. Я даже застал такую свадьбу. Это была моя свадьба. Когда ты зовешь 2 человек, а приезжает даже подруга, которая приехала. А еще стягается. залет. Понимаешь? И они занимают весь вот этот вот диван, вот, когда в Арпате были, помнишь, кресло? Люди по-разному ходят на свадьбы. Поэтому где 2, там и 5 человек может. И под один конверт могут пройти. Ну вот, кстати, конверт, если я к чему, кстати, вел, когда было 1800-2000, то есть тебе пятерку ложили, у тебя штукарь оставался Да, с костей. да. А сейчас также пятерку кладут. А, понятно. На двоих, да? На двоих пятерочка. Как будто бы даже, по-моему, даже и 3 кладут. Бывает. Пятерка это прям как-то ты бодро Пятерка. начал. То есть ты на сегодняшний день, если к близкому человеку идешь, но опять же я знаю то, что 3-500, но где-то там в деревне живет, да пускай даже бабашка, ему не знает, сколько. 1200, да? Да, а он там таксует в день там 500 тысяч рублей. К примеру, да, говорю, он, ладно, у меня спросит, балам сколько. А кто даже не спрашивает, то и для них это там 5000 рублей, не маленькие деньги, но они не знают, что на сегодняшний день минимум 3000 стол стоит на человека. То есть, опять же, по пандос уже заказчик, Ну да. хозяин. Да. Но и тут можно сказать, ты же делаешь свадьбу один раз в жизни, ты же не можешь оправдать ее, ты же должен готовиться к ней. Ну, по-моему, люди сейчас хотят оправдать ее. И Ну еще, вот, еще сверху. максимально все решают. Да. Очень Ну, если умные. ты всю жизнь ходил и клал условный эквивалент 1000 рублей,
тебе тоже тысячу и принесут. Вот еще есть тема. Потом надо собрать всех тех, кому ты ходил. Кстати, это вот родительская наша тема, с того Да, поколения. они Так, а считают. ну-ка, открывает блокнот. Без блокнота все помню. А он тебе косарь приносил. Да, всё. Вот, даже этот момент есть. Есть. Так это еще Эльмар Аблаев высмеял 10-15 лет назад Я в его своем еще этом. миниатюры на свадьбах Красавчик, видел. все знает, все. Нет, это же какой-то, ну, я еще маленький был, я потом в записи слушал это все, это на Мейдане, по-моему, у него было это, Енгель Я Нишан Агар вживую Нишан, это той, где он сидит так, это, и список смотрит, так, эпсы керекля адамлар, говорит, сой соптан файда йох, они, говорит, раньше приезжали, помогали, а теперь от них толку никакого. Ну, вот, собственно, да. И сидит так, вот это, мнанда чагрех, Наташасы министерство дачалша. Ну, вот так вот. С таким, Такие свадьбы до сих пор делают. И когда ты встречаешь есть. таких знатных людей, я говорю, а ты что, чей родственник? Говорю, не знаю, пригласили, вот так говорят. Ну, потому что Прикинь? может положить нормально в конверт. Да, поэтому- да. Ну, вот И с тоже этим расчеты делают этот- люди. Ну, я просто знаю людей, вот, ну, из наших, да, близких, кто вот всю жизнь ходил и условный эквивалент 100 баксов клал в карман. Ему также принесли обратно. Ну, когда он Ну, на делал сегодняшний день, если 100 баксов, да, кстати, это хорошо еще. свадьбу. Бакс-то Это растет. Отлично. Да, 100 баксов. инфляция. Ну, в общем, это тоже есть такой показатель. Ну, скорее всего, вот реально, кто плохо ходил на свадьбе, у тех и реально провал по кассе начну. Да. получается. А почему ты должен нормально положить, если он к тебе приходил и вообще, ну, там, условно говоря, за 1000 там 5 человек проходило. А такое реально есть. Ну, то есть это люди не стесняются этого. Реально толпа заходит, и у тебя один конверт стоит. Ну, сейчас, по-моему, так нельзя кого-то притащить Ну, сверху. что значит Сейчас нельзя? же все посчитано, нет? Ну, Не, если- рассчитывается вот так вот, открывает. А что, вы только вдвоем будете? Нет, Бош! Бывает такое? Было на свадьбе в Сарабу сделали. Забыли положить или Не специально? положили. Насчет забыли, я сейчас тоже расскажу. Бош, типа, раз, второй. Бош, раз, второй. Бинку мой шрифат. Короче, вот при мне эта ситуация. Твои родственники. И у родителей вот такие глаза. Я такой стою, говорю, давайте, я говорю, потом зайду. Говорю, я вышел, короче. Когда есть шабаш, так не сделаешь. Вот, это шабаш, это супер тема. Вот и Пикчиев Ибраим Ага, он про этот шабаш рассказал. Вот изначально отменили шабаш с меркантильными целями Да. в итоге. Почему? Потому что все открыто. Что ты принес? Вот принес свои 3,5 копейки. Вот перед всеми людьми скажут: Манао МДСНДН Ичкумуши. Это у греков сейчас есть эта тема, да? У По армян греки. есть. И, Армян. то есть, человек уже думал: так, ну, если я сейчас так сделаю, я опозорюсь. Надо что-то это там. Ну, у как-то нас опять- конверт. опять же, Я как у когда- Ильмара Аблаева в этом БМД Гузгукетер. да. Я когда первый раз попал армянам на свадьбу, ну, мне заказали, как снимать, в 2008 году в далеком. Он мне говорит, для Вер, говорит, только смотри, говорит, не проворонь этот момент. Будет момент, когда люди будут класть деньги. Сними все. А я же не знаю, ну что за прикол. И реально, я стою, и каждый проходит. Я вот своим боковым зрением периферийным вижу, что кто-то мечется, думает как-то обойти эту очередь. А там прям такая очередь, и все вот так деньги кладут, и все это видно. Но тут ты уже не сэкономишь, что называется. Там уже и доллары кладут. То есть, ну, чтобы... Армяне, да, были. Я знаю, у греков тоже такая тема. Ну, у армян там, кстати, там тоже много. Но это были попу деньги. И азера тоже за столом сидят, пишут. Вот в Шене была свадьба. Не, ну прям. шабаш нормальный Я институт. Я считаю, что это очень крутая тема. Развалили его вот только из-за того, вот, ну, обоснование какое мне говорят люди, как раз вот эти вот поколения узбекистанских детей, они говорят, что это такое при всех показывать вот это вот? Нищеброд, да. Да, вот это вот, значит, позор какой-то. А там, во-первых, ну, в шабаше такого нету, там, типа, позор. Там, сколько бы ты ни дал, в конце говорят, Аллах или гне хайтарсын. Ну, все, то есть это как бы положено так То же говорить. самое, я тебе столько же принесу. Да, во-первых, все видят. Все видно. Во-вторых, как бы, ну там есть приколы, когда музыканты еще могут это там, типа, Сусаган еще положить. И такие штуки тоже бывали, но это редкость. Обычно вот уже когда шабаш уже нормально стабилизировался, когда он еще был. Ну чё, я говорю, вы думаете, что вы в конвертах сейчас в лучших условиях оказываетесь, чем при шабаше? Ну, в шабаше можно было как бы спокойно там все относились к тому, что все по-разному.
зарабатывают Ну, это знаешь, это хорошо, когда ты один раз там в месяц ходишь, а тут же доходит до 5-10 раз в месяц, представляешь, Это в сезон. было у нас, да, такая тема была? Шабаш, конечно. До войны? И в депортации до 70-х где-то годов. Вот Ибраим у нас, Ага, да, наверное, рассказывал. У нас выйдет ролик с Ибраимом Айпекчиевым, он подробно рассказывает про этот шабаш. Это очень крутая тема, это игровая вещь. То есть Да, это в том это числе... прям Там шоу. многие деньги идут. Шабаш музыкантам? Шабаш это сейчас. Там вот музыка... Нет, шабаш это и родительские деньги. Ну, в общем, там смысл в том, что, типа, вот если ты богатый, ну, приходит, да, вот тут предприниматель, и кладет там, все видят 5 рублей. Он говорит, ну что ты позоришься, у тебя там есть возможность, у тебя есть коровы, кони там, у тебя все есть, и ты Да, да. пятерку кладешь. Да. Он раз там десятку положил, потом он там шараб как бы даст, это крымские разговоры. Потом говорит, а что вы, говорит, у меня не спрашиваете? Я, говорит, пришел деньги тратить, а вы, говорит, у меня не спрашиваете. И он еще добавляет. То есть это такая игра была, понимаешь? Это очень круто. А, кстати, кому деньги, я не помню сейчас по контексту. Возможно, Музыкантов в ролике свои будет понятно. эти. Скорее Это, всего, это, скорее всего, это это подарок. вместо подарка жениху и невесте. Скорее всего, да. Потому что я сейчас не помню уже контекст. Ну, по-моему, да, наверное, да. Потому что музыканты — это отдельная история. Ну вот, собственно, все по возможностям так это. Ну, вообще, публичность в этом вопросе — это классная тема. Потому что у нас сейчас люди... Ты можешь пойти вдвоем там в кафе пятерку оставить, да, а на свадьбу как будто бы дорого поставить. Да, сейчас А кто спросит? И вот так вот можно подсунуть пустой конверт и чё? Достал. Вот, Рифат, на твоей свадьбе шабаш устроим. Да, сейчас, если это такое сделаешь, начнут орать, что не Такой скромный был, и смотрите на него, да? меркантильный, бессовестный. а? Так, ну все, давайте точно уже завершать, потому что 3 часа, я думаю, Нет, там много чего надо будет вырезать. Ну, Не, все пойдет, вот именно. Первый час не пойдет, второй пойдет. Самый такой, да? да, первый час на раскач. Ладно, все, Саул. Саул. Ну, если что, еще раз встретимся. Вопросов много необсужденных. Мне кажется, Ой, если бы сейчас прямой эфир был бы, тут были бы столько вопросов. А мы можем прямой эфир делать?